Добрый вечер, дорогие друзья! Сегодня у нас необычный стрим, он посвящен нашему новому проекту «Школа районной антикоррупции». Меня зовут Юлия Галямина, я один из соорганизаторов этой школы, а рядом со мной Илья Шуманов. Спасибо, должен был представиться на этот момент. Да, меня зовут Илья Шуманов, я вместе с Юлей действительно мы придумали школу районной антикоррупции. Сегодня будем рассказывать вам о ней, вообще об успехах, вот, насколько это целесообразно, и попробуем на самом деле поговорить про школу чуть подробнее. Отлично, значит, начнем, поехали. Сегодня у нас будет очень много гостей, но начнем солировать мы с Ильей. Наша школа возникла на самом деле очень давно, аж в 2018 году. И вначале она проходила только в Москве. И в Москве у нас было достаточно много выпускников и очень много разных проектов, расследований, которые были проведены нашими выпускниками. Многие из них были муниципальными депутатами, многие просто активистами. Но в прошлом году наша школа поехала в регионы. И сегодня мы приведем итоги работы именно в регионах. Но перед этим я хочу вам сказать одно важное объявление сделать. Вы можете записаться в школу на следующий год. Она продолжится. Это маленький секрет, который я вам сейчас уже рассказываю. Прочитать наши расследования, поддержать нашу школу и задать вопрос можете по ссылке в описании. И, кстати, вопросы вы можете задавать как бесплатно, так и за донаты. И те вопросы, которые будут за донаты от 300 рублей, мы точно прочитаем в эфире. Итак, Илья, расскажи нам, пожалуйста, в каких городах-то мы, собственно говоря, побывали? Ты помнишь? Да, незабываемые впечатления от поездок Ярославль, Краснодар, Курган, Тюмень, Пенза. Вот это все то, где в прошлом году нам удалось побывать. Вот. Я лично побывал в Ярославле и в Краснодаре. И могу много рассказать про команды, которые были, с которыми мы работали. Вот. Со всеми из них поддерживаем мы контакт. Это очень классные ребята, вот, которые до сих пор остались на связи, взаимодействуют, продолжают делать собственные расследования. Да, вот суть нашего проекта в том, что мы не просто помогаем делать одно расследование группе энтузиастов, а то, что после того, как мы уедем из города, из региона, там остается команда, которая продолжает делать эти расследования. И, Илья, скажи, пожалуйста, тебе какой город больше всего понравился? Я в восторге от первой поездки в Ярославль. Это действительно была очень интересная поездка. Я очень люблю этот город. И я настолько воодушевился этой первой встречей с ребятами, что мы, собственно, потом решили вместе продолжить расследование, которые ребята делали в Ярославле. У нас получился неплохой такой комбо. Сделали 2 расследования за полгода, и одно из них имело вообще какой-то большой фурор на федеральном уровне. Подожди, не будь спойлером, сейчас к нам уже придут ребята. Это еще один маленький секрет, который я вам раскрываю. У нас сегодня будут почти все герои расследования, конечно. Это было бы неплохо, но они к нам не придут. Вы не приглашали, наверное, их, Юля. Хорошо было, кстати, надо было попробовать. Давай в следующий раз просто запомним, мы тоже выведем в прямой эфир. Да, они, может, согласятся, интересно. Сегодня, кстати, один из героев, сын одного из героев, попал в аварию на своей Тесле в Подмосковье. Может быть, нам как раз коллеги про это и расскажут. О, как интересно, мы прям приближаемся. Сегодня, кстати говоря, я же не договорила мысли, что к нам сегодня придут авторы расследований в наш эфир и журналисты, известные журналисты, и в частности к нам придет еще Роман Романовский, который является экспертом нашей школы и который расскажет о том, как вообще можно записаться будет на школу в Москве и что это будет, потому что новость, возобновляем школу в Москве. Итак, да, и сейчас мы с вами переходим, собственно говоря, к тому, о чем ты говорил, к Ярославлю. Сейчас мы с вами покажем видео про расследование из Ярославля. Ты хотел начать сказать, в чем нашумело это первое расследование, в чем его было
В чем была фишка его? Фишка, не фишка, а в чем его достижение? А в чем его достижение? Ну, собственно, после этого расследования, то есть мы не остановились, а просто о публикации. Ребята написали обращение в надзорный правоохранительный орган, обратились к местным депутатам. Один из депутатов поднял вопрос незаконного обогащения главы правительства Ярославской области на заседании областной думы, Ярославской областной думы. Вот. Как мне кажется, так должно происходить во всех регионах. После каждого расследования парламентарии должны поднимать этот вопрос, обсуждать, проводить, собственно, независимое расследование и таким образом адвокатировать изменения, пушить вперед, вот, и чтобы что-то менялось в нашей жизни. Ну, вообще-то, я не это имела в виду. Хорошо. Я имела в виду, что это расследование было номинировано на премию «Редколлегия». Это такая премия, которую награждают самых крутых журналистов. И наши ребята, которые, в общем, до того особо расследованием не занимались, сразу же первым выстрелом попали в эту номинацию. Поэтому давайте мы сейчас посмотрим видео про это расследование. Но прежде я вам напомню, что записаться в нашу школу, прочитать наше расследование, поддержать нас деньгами, заметьте, нам тоже это нужно, и задать вопрос, в том числе платный вопрос, одновременно поддержав нас деньгами, вы можете по ссылке в описании. Итак, сейчас, я надеюсь, наши режиссеры нам добавят в наше видео. Да, я хочу сказать, что лучшие комментарии и комментарии с донатами мы обязательно озвучим в прямом эфире. Вот, собственно, для этого мы здесь и собрались, чтобы поговорить, в том числе с аудиторией, с вами, вот, обсудить успехи антикоррупции, если они есть вот в России. Угу. Да, а теперь видео. В мае 2015 года в Одинцовском поселке Азарово, одном из самых дорогих мест Подмосковья, появились новые землевладельцы. Глава Ярославского правительства и его супруга Дмитрий и Светлана Степаненко. Они приобрели участок площадью в 2317 квадратных метров с домом-особняком в эклектичном стиле со строгими чертами неоклассицизма и мягким характером среднеземноморской архитектуры. Локация понравилась семейной паре. На момент покупки участка Дмитрий Степаненко был высокопоставленным чиновником и занимал пост министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области. В следующие несколько лет активами в элитном Азарове обзавелись и родственники Степаненко, его отец и теща. Как это происходило? Какой бизнес и люди могли содействовать решению земельного вопроса для отдельно взятого чиновника, рассказывает расследование команды из Ярославля. После этого стал главой правительства Ярославской области. Вот, я так понимаю, у нас кто-то в эфире уже Сейчас есть? будет в эфире, да. Значит, смотрите, сценарий меняется прямо на лету, как и положено людям, которые находятся не в простых современных российских условиях. Поэтому у нас вместо видео появляется один из авторов этого расследования, участник этой группы, Ярославской группы расследователей, Андрей Багров, который в обычной жизни является программистом, а в нашей такой вот необычной жизни является одним из авторов нашумевшего, важного и очень интересного расследования. Давайте, Юля, надеюсь, улыбайся. Надеюсь, он-то появится. Андрей, привет. Ура! Андрей. Андрей, ты нас слышишь? Привет. Да, я вас слышу, привет. Вы меня тоже? Да, мы тебя видим, хоть и не полностью, но если ты чуть-чуть сместишься влево, то мы будем полное лицо твое видеть. Вот, вот. Да, отлично, спасибо вот так огромное. намного лучше, да. Вот. Расскажи пару слов про расследование, про твое участие, насколько тебе вообще понравилось и насколько пригодились скиллы, которые ты получил в школе. Ну, безусловно, это было очень приятно вообще, в принципе, познакомиться и пообщаться и с вами, с Юлей, и, наверное, особенно с Романом Романовским, который сегодня будет как эксперт. Ну, я так понимаю, мы пропустили видео, которое было про наше расследование, и, наверное, я могу вкратце про него рассказать, или еще будет впоследствии видео. Ты давай лучше расскажи, а видео в крайнем случае еще и посмотрим дополнительно, если оно появится. Ну, собственно, пользуясь навыками, которые нам рассказали Илья и Роман,
научившись работать с несколькими базами данных, да, мы выявили несколько нюансов о нашем председателе правительства в Ярославской области. Ну, я бы само расследование разделил на 3, наверное, части, но так статья и была разделена. Это недвижимость, которую приобрел Степаненко уже после того, как вернулся на работу на госслужбу, сначала в Министерство сельского хозяйства Московской области, а впоследствии председателем правительства в Ярославскую область. Ну и в течение нескольких лет, вот после того, как он возобновил работу на госслужбе, да, он приобрел в коттеджном поселке в Одинцовском районе 2 дома, один на себя, который он декларирует, и второй на отца, и еще квартиру на тещу. Ну, собственно, эти 2 дома были объединены общим ландшафтным дизайном и общей дорожки, и, соответственно, ну, как наша претензия к нему была как минимум в том, что этот второй участок и второй дом не декларировался, да? Ну и как максимум, в принципе, не очевидно, каким образом он вообще мог заработать, он и его семья, деньги на покупку этой недвижимости. Ну и примерно мы ее оценили суммарно в 250 миллионов рублей. Неплохие деньги для регионального чиновника. Слушай, а расскажи пару слов про свои ощущения. Действительно, насколько тебе понравилось расследовать? Я так понимаю, что это не первый твой опыт расследовательский именно. Ты уже такой искушенный расследователь. Но насколько навыки пригодилось? Как тебе чувствовалось в школе? Насколько тебе было приятно общаться с ребятами? Тренеры насколько внимательно слушали вас и давали те знания, которые соответствовали твоим ожиданиям? Нет, наверное, это был первый мой опыт такой расследовательский. Может быть, впоследствии, да, скорее это я пробую как-то это использовать, да, и искать какие-то еще штуки. Вот. Что касается самой школы, то, безусловно, это было классно, да, помимо того, что я уже сказал, что преподаватели в школе отличные, да, но это еще и возможность познакомиться или, может быть, ближе познакомиться с другими ребятами из нашего города, которых интересует, скажем, тоже это направление. Хорошо, слушай, Андрей, и такой вопрос. Там же было продолжение, была вторая часть расследования, которая касалась уже такого федерального масштабной истории. То есть первое расследование брало порядка, там, не знаю, 40 тысяч, что, как мне кажется, просмотров, что мне кажется, неплохо для региональной специфики, региональной тематики. Вот. А второе вообще расследование было порядка 200 тысяч просмотров. Это на федеральном издании в «Новой газете». Вот. Говорили об этом расследовании в регионе? Что говорили? Какая реакция была? Ну, я не знаю, что касается реакции, наверное, мне больше, как раз кажется, что было больше, по моим ощущениям, реакции на первое расследование про Степаненко. Второе, ты имеешь в виду про Чайку и прокурора? Да, ну, конечно, со Степаненко было же все настолько эффектно, что вот ситуация, которую ты упоминал, что депутат поднимал вопрос о рассмотрении этого дела, да, и в процессе этого вопроса ему выключили звук, то есть это еще тоже дало какой-то эффект. Ну, то есть это такая цензура такая, да, прям? Я не знаю, вроде сказали, что это просто технические неполадки, но это было забавно, во всяком случае. Да, но вообще там так получилось, что из первого расследования во второе, да, перетекло то, что в первом оказалось, что вот соседом Степаненко по вот этому коттеджному поселку является Игорь Чайка. И впоследствии оказалось, что помимо вот этого соседства и помимо того, что впоследствии, после того, как Степаненко, чуть-чуть углублюсь тогда, да, оказалось, что Степаненко и Чайка, Игорь Чайка пересекались в правительстве Московской области, имели какие-то еще дела
ну вот как бы мы чуть-чуть опустили, да, что Степаненко интересуется отельным бизнесом и являлся совладельцем. Когда-то в прошлом работал в отельном бизнесе, потом был совладельцем фирмы, которая управляет отелями, а сейчас его отец как бы перенял эту фирму и является в ней совладельцем. Вот. И Игорь Чайка привлекал эту фирму для консалтинга по своим задачам в плане покупки отелей. Да, и вот после того, как Степаненко приехал к нам в область, и Игорь Чайка тоже здесь появился, сначала открыв некоммерческую организацию. Вот. Ну, буквально через год все стало уже более коммерческое. Его организация «Хартия» начала заниматься вывозом мусора в нескольких районах Ярославской области, а в 2018 году, вот на следующий год, уже получила подряд на 28 миллиардов. Такая крепкая мужская дружба, да? Крепкая мужская дружба между председателем правительства и сыном бывшего... Но у нас, кстати, есть второе видео. Второе видео. Оказывается, мы просто с тобой не знали об этом. Да, давайте второе видео тогда хотя бы посмотрим. Андрей, спасибо огромное, вот, что ты участвовал в этом во всем. Надеюсь, что тебе такое же удовольствие доставило, как и нам всем. Вот. Если есть возможность, включите, пожалуйста, второе видео. В январе 2021 года на сайте издания The Village появилась новость об открытии винного бара Дегустор в гастрохолле на Тишинке в Москве. Владеют модным баром две предпринимательницы Ольга Чайка и Анна Попова. Первая – участница конкурсов красоты и новая спутница преуспевающего бизнесмена Игоря Чайки, сына бывшего генпрокурора России, а вторая – экс-супруга действующего прокурора Ярославской области Дмитрия Попова. Что еще связывает Игоря Чайку и Дмитрия Попова, кроме бизнеса не чужих им женщин, и при чем тут Ярославская область, выясняла команда Школы районной антикоррупции из Ярославля. Итак, у нас сегодня появился первый вопрос, который звучит так. Добрый вечер. А что вы нашли в кургане? Ну, мне больше хотелось сказать, что мы нашли в кургане кучу золота и алмазов, но это не так. Мы расскажем об этом ведь позже. Да, будет Рома Романовский, который ездил в Курган, и он, наверное, расскажет про Курган более подробно, но не уходите никуда далеко, обязательно на этот вопрос получите ответ. Вот. Нам хотел просто сказать, что нам безумно важна обратная связь, поэтому пишите все, что думаете о том, как мы выглядим с Юлей на камеру. Да. Вот. Мы впервые в таком дуэте. Да, мы впервые работаем на камеру вдвоем. Вот. И, безусловно, важны ваши лайки, комментарии, шеры и все, что возможно, все, что связано с социальной реакцией на наше видео. Вот. Потому что, если вам понравится, мы будем продолжать такие видео делать. Вот. И важно, что вы можете записываться на новый курс Школы районной антикоррупции. Ссылка есть в описании к этому видео. Вот. Простой программист из Ярославля Андрей Багров с нами был сейчас. Спасибо ему за то, что он активно участвовал, то, что поучаствовал в двух классных расследованиях. Одно из них было номинировано на редколлегию, а второе произвело гигантский какой-то резонанс в Ярославской области, что его даже обсуждали в областной Ярославской думе, и депутату-коммунисту отключили микрофон. Юля. Да, и нас сегодня, кстати говоря, мы не заканчиваем говорить про чаек на этом месте, потому что чайки это, к сожалению, сейчас очень важные персонажи в нашем... Птицы, да, важные птицы. Да, поэтому к нам сейчас в гости придет, через минуту придет к нам замечательный наш расследователь, который не является, конечно, пока что экспертом Школы районной антикоррупции, про которую мы сейчас с вами тут и говорим. Да, но зайдет расследователь, журналист «Новой газеты». Который помогал нам с расследованием. Который очень помогал при этом. Очень помогал, да. И зовут его Владимир Прокушев. Я надеюсь, что он сейчас зайдет, и пока он заходит, мы еще немножко про это поговорим. Владимир, на самом деле, не только
сотрудник новый, но еще известный преподаватель, поэтому очень здорово было бы, потому что мы его сейчас уговорим в эфире помочь нам преподавать. Как ты думаешь? Я думаю, попытка не пытка, можно попробовать сделать. Хочу сказать, что школа не только будет в регионах в этом году, но мы попробуем ее сделать в Москве. Вот. Это зависит от того, насколько активно будете записываться, ну, соответственно, в школу, да, и подавайте свои заявки. Ссылка есть на это в описании. А вот я смотрю, дверь открывается. Надеюсь, что это Володя пришел. Да, Владимир Володя, пришел. здрасте. Вот с нами Владимир. Так, дайте, пожалуйста, крупный план. Он вот. уже здесь. Отлично. Ура. Ну, Спасибо. хорошо, задай, Владимир, какой-нибудь очень каверзный вопрос. Да, перед тем, как я Владимиру задам каверзный вопрос, я хочу напомнить вам, что мы питаемся вашими лайками, мы очень любим комментарии ваши, не забывайте донатить. Ссылки тоже есть в описании. Есть ссылка в описании школы районной антикоррупции проекта Юлии Галяминой и Transparency International России. Ой, вы забыли очень важное сказать, кто проводит нашу школу. Кто проводит нашу школу? Проводит нашу школу, в том числе эксперты Transparency. Который является, прости меня, пожалуйста, но я должна это сказать в эфире, иностранным агентом. Ну говори, если тебя распирает, вот, то, пожалуйста, меня конечно. Нет, меня совсем не распирает. Но мне сказал юрист, что я должна это сделать. Да, Володя, расскажи, пожалуйста, про расследование, которое ты опекал, которое твоими руками создавалось. Вот. Насколько это было интересно, насколько тебе кажется, оно качественно было сделано, потому что ребята делали это расследование, не являясь, ну, по сути, профессионалами. Для них это был какой-то первый опыт. Вот. В каком из двух ты принимал участие в расследовании? Первое про ФСО и Федеральную службу ательеров, я расшифрую эту аббревиатуру. Вторая про «Чайку». Да, спасибо, что пригласили. Насколько я помню, я принимал участие и в том расследовании. И, ну, не знаю, на мой взгляд, получились они очень хорошими, интересными, мне кажется, довольно значимыми для вот региона, собственно, о котором идет речь. Когда я подключался уже на этапе там какого-то, ну, не сначала, да, этого расследования, то есть это все происходило внутри школы сначала, да, и потом уже, когда более или менее как бы была фактура какая-то, с которой уже можно дальше работать, вот на этом этапе, собственно, я подключался уже как журналист. Вот. И, собственно, вот мы дорабатывали, доделывали до какого-то готового уже текста. Я думаю, что дальше ваши гости, там, насколько я знаю, должны рассказать, как вот превратить какую-то заготовку в какой-то хороший текст уже итоговый. Вот. И, собственно, да, вот потом мы и то расследование выходило, в том числе и в «Новой газете». У вас был уже такой опыт в «Новой газете», что приходили расследователи-любители в некотором смысле, да, не профессионалы, и приносили что-то такое прям супер классное? На 200 тысяч просмотров. На 200 тысяч просмотров, да. В подарок. Ну, нет, на самом деле это часть как бы журналистской работы, когда кто-то приходит и что-то приносит, какую-то информацию. Но там в большинстве, там, подавляющем большинстве случаев это просто какая-то история, рассказана своими словами, либо там какие-то документы, но в любом случае это никогда не какой-то готовый или близкий к готовому там какой-то материал. Вот поэтому это всегда все равно нужна какая-то журналистская работа для этого. А здесь в данном случае было сделано больше, чем обычно? Да, безусловно, конечно. То есть здесь уже была какая-то более или менее понятная как бы структура, то есть какой-то набор фактов, вот, о которых идет речь. Ну и с этим уже как бы гораздо проще, конечно, работать, чем там, с просто какими-то предположениями и так далее. Володь, ну вот по 10-бальной системе можешь примерно оценить степень готовности и качества, наверное, этого материала? Какого из? Ну, давай там одного и другого. Давай про «Чаек» расскажи. Про «Чаек», в принципе, как бы, не знаю, в процентах нужно оценить. Ну, да? Не знаю, 8 из 10, 5 из 10. Ну, я думаю, что там, на 5-6 там, из 10 это было. Проработано. Но да? здесь надо оговориться, что, когда расследование делают там волонтеры, условно, или активисты какие-то, или блогеры, у них, конечно, нет возможности воспользоваться вот именно какими-то журналистскими инструментами,
которые обязательны для любого расследования. Да? То есть это какая-то отправка каких-то запросов. Не всегда у не журналистов есть доступы к каким-то там базам данных, там платным каким-то, или там, может быть, нет каких-то там понимания, куда можно зайти посмотреть что-то, что нужно для расследования и так далее. Поэтому тут это не, ну, скажем так, не совсем вина, ну, условно, вина, да, там, участников школы, что они там вот сделали на 5, на 6 из 10. Да? Ну, это уже тоже это немало. Это, мне кажется, это уже достаточно высоко. Притом, это говорит не просто журналист, а журналист-расследователь, опытный, уже искушенный. Один из лучших, да. И хочу сказать, что работа «Новой газеты» по организации и проведению расследований — это тяжелая, трудоемкая работа, которая требует дополнительных ресурсов. И эта работа может быть поддержана вами. После каждого расследования «Новой газете» есть отдельная плашечка, где вы можете стать, как это правильно называется? Соучастником, да, соучастником расследований или соучастником проведения, наверное, таких расследований. И это хорошая форма проявления гражданственности. Вот. У меня еще один вопрос. Вот сегодня был такой день расследователя. У нас сегодня прямо с утра отмечается день расследователя. А день расследователя, знаешь, кто лучше всех умеет? МВД. Ну, не только МВД. Вообще, товарищи в погонах отлично умеют отмечать день расследователя. Я думаю, что надо объявить 29 июня днем расследователя, как ты думаешь? Да, мне кажется, этот праздник можно сделать бессрочным вообще, потому что... Месячник. Да. Пускай они приходят только 29 июня и больше никогда. Значит, напоминаю, что сегодня произошло. Просто не все знают, может быть. Сегодня пришли обыски у редакторов и у журналистов такого проекта, который называется «Проект». Издание «Проект», да. Про издание «Проект». Они как раз сделали расследование про Колокольцева, про главу МВД. Ну и тут же глава МВД, ну не лично, а его подчиненные явились с обысками в дома журналистов. Ну, это такая типичная реакция, как вы считаете, на расследование? Может быть, не стоит вообще ими заниматься? Будешь точно все время под колпаком у Колокольцева. Это такая скороговорка. Под колпаком у Колокольцева. Ну, слушайте, мне кажется, что мы сейчас работаем, живем в тех условиях, которые есть, да, и, к сожалению, они вот такие. Эти условия, и не знаю, если кто-то считает для себя приемлемым заниматься расследованиями или какими-то чувствительными темами, да, которые может прилететь, условно говоря, то это окей. Если кто-то считает, что риски там, для себя, для семьи, для еще кого-то, они слишком высоки, но тут тоже можно сделать выбор и там не заниматься. Да? А вы сами не боитесь? Наверное, будет неправильным сказать, что там кто-то чего-то не боится, да, все мы чего-то боимся. Да? Но мы просто оцениваем риски нашей работы. Да? Вот, и риски сейчас вот такие. Здесь либо завершать работу, либо ее продолжать. А что ж тогда? Тогда я тебя тоже спрошу, как расследователя, и вас тоже. Собственно, что заставляет заниматься расследованием в таких рискованных условиях? Вот зачем вот это все не бросить и сидеть и ждать, когда наступит прекрасная Россия будущего, и тогда мы все сможем жить без расследований. Он пишет, что 29 июня день партизан и подпольщиков. Вот нам в комментариях оставляют. Вот. Видимо, это хороший праздник. И он, наверное, каким-то образом символизирует то, что происходит, что в подполье выгоняют все издания. Вот. Но те, которые остались, издания, в принципе, вот Юля окрестила их рискованными. Да? То есть такие рисковые парни. Владимир, там, Илья, коллеги вот из Ярославля, которые делают расследование. Насколько вот элемент риска является важным, вот, и почему ты этим занимаешься? Я тебя тоже это спросила, тоже не забудь ответить. Я отвечу. Вот Володя что скажет? У меня простой ответ, мне просто это нравится, мне нравится этим заниматься, и, собственно, чем вот
я и занимаюсь. Ну, то Друзья, есть удовольствие больше, чем риски, да? удовольствие в первую очередь от расследования, вот на кончиках пальцев чувствовать коррупционеров. Вот почему я занимаюсь, вот я ничего не умею делать вот больше, просто поэтому и занимаюсь. Нет, на самом деле нет. Знаешь, Вот. я хотела нехорошо пошутить, что ведь мой канал умеют все. Нет, вот очевидно, что это еще и, наверное, такая некая реакция на происходящее. У каждого человека она может быть своя. Кто-то участвует в просветительских проектах, кто-то в расследовательских проектах, кто-то в электоральном цикле участвует, баллотируется куда-то. Вот. Кто-то мигрирует, вот. Кто-то еще как-то, да? Вот. Кто-то слагает складывает мечи и, не знаю, знамена. Вот. А мне кажется, что не надо это делать, и каким-то образом вы можете влиять на происходящее в стране, в том числе и проводя расследование. Вот. С нами в студии, вот, собственно, один из авторов расследование про ЧАЭК, которое собрало 200 тысяч просмотров или больше 200 тысяч просмотров на сайте «Новой газеты». И будьте еще одним, если вы не просмотрели его, сделайте Просмотрите это. обязательно, да. Вот, подписывайтесь на донаты как «Новой газеты», так и донаты Школы района антикоррупции, которые в комментариях. Да, и также донаты можно подписываться Transparency 7/7, которые являются нашими соорганизаторами нашей школы. Пожалуйста, все это в комментариях. Это прямо сейчас. Иностранный агент, извините, пожалуйста. Я не знаю, про что ты говоришь, Юля. Ты так часто это упоминаешь, что мне кажется, что я должен как-то отреагировать. А я, знаете, что хочу сказать? Вот сейчас там уже скоро перейдем к видео из Тюмени. Но я хочу сказать, что вот если можно загадывать желание между двумя людьми с одним именем, а еще можно загадывать желание между двумя расследователями, расследовательские какие-нибудь желания. Вот я сейчас загадаю его, чтобы, например, чтобы больше никогда ни полиция, ни Следственный комитет и никто вообще, никакие дементоры в погонах больше к расследователям не приходили. Мне бы очень этого хотелось, потому что все расследователи, самые рискованные, честные и любители вообще этого дела, они все равно не должны подвергаться такому преследованию, потому что они делают очень важное дело. Они делают нашу страну намного лучше, чем она сейчас находится, да, в том состоянии, в котором находится. Когда воры, когда коррупционеры, и они, в общем, никакого наказания, к сожалению, пока что не подвергаются никаким наказаниям, но я уверена, что это все не зря, и когда этот день наступит, и все коррупционные преступления будут наказаны. Да, День подпольщика и партизана. Я прошу не забывать, что сегодня мы отмечаем этот праздник. Спасибо огромное, Владимир. А сейчас, да, у нас спасибо. будет, да, спасибо. У нас будет видео из Тюмени. В Тюменской области через госзакупки проходят десятки миллиардов рублей. Регион активно развивается, строятся соцобъекты, дороги, развязки. На всем этом компании зарабатывают сотни миллионов рублей. Мы решили выяснить, кому же уходят самые лакомые контракты. Ожидаемо, в лидерах оказались дорожники. Но на этом наши выпускники и редакция сайта 72.ru не остановились и проанализировали госзакупки. Кто самый любимый подрядчик для региональных властей? Кто настоящий король тюменских госзакупок? Давай ты, я не знаю. Я? Отлично. Ну, вы сейчас увидели расследование из Тюмени. И это не просто так, потому что сейчас к нам присоединится один из авторов этого расследования, корреспондентка издания, тюменского издания 72.ru Анна Яровая. Анна, привет. Здравствуйте. Анна, Здравствуйте. здрасте. Ну, Аня, сейчас мы будем вас мучить. Давайте. С пристрастием. У нас даже есть вопросы, поэтому я потом их тоже задам, но сейчас мы хотим спросить у вас, собственно, как вам впечатление от вашего расследования? Вы какие вы чувства испытали? Шуманов нам говорит, что он испытывает сильное удовольствие. Я хотела другое слово сказать, но в общем, сильное воодушевление от расследования. А вы какие чувства испытали? У меня было странные чувства, потому что приходилось очень много работать в Excel. Я не знаю, как можно испытывать удовольствие от Excel, но это было очень интересно и познавательно, мне кажется.
Ну, Excel — это сейчас основной инструмент для проведения расследований. Любой аналитик должен, как рыба в воде, не знаю, использовать Excel, формулы. И сейчас вся дата журналистики в том числе строится на умении работать с данными, с цифрами. А мы их учим, ведь Роман же учит немножко в Excel работать. Ну, немножко, наверное, в Excel, но это вообще очень удобный инструмент для сбора информации, для обработки, для аналитики. Вот. Анна, расскажите, как такая красивая девушка вдруг неожиданно попала в расследование? Вот почему вы решили заняться, почему вам это интересно? Я не знаю, мне не знаю, язык не поворачивается назвать там расследование, не расследование, мне кажется, больше какая-то аналитика. Расследования делают другие люди, которым там сегодня приходят с обысками, это, конечно, немножко другой уровень. Не знаю почему, потому что это очень интересно, но в оригинальной журналистике вы знаете очень много таких, ты человек-оркестр, поэтому не всегда получается делать то, что ты делаешь, то, что тебе хочется делать, да, приходится делать много другой рутинной работы. И мне кажется, конечно, этот текст можно было сделать гораздо лучше, но у нас там и сроки поджимали немножко, если честно, то немножко поджимали. Вот, поэтому, к сожалению, получилось так, как получилось. Но я думаю, что в следующем году у меня осталось несколько пометок, заметок, и следующий рейтинг будет уже гораздо поинтереснее. Мы сделаем. Угу. А вы, те, с кем вы познакомились на школе районной антикоррупции, вы как-то с ним поддерживаете, продолжаете поддерживать отношения? Мы, в принципе, мне кажется, уже все были знакомы между собой, потому что у нас Тюмень не очень большой город, и вот все равно мы все как-то друг друга знаем, пересекаемся на разных мероприятиях, либо это были мои коллеги из других изданий, то есть мы все равно друг друга как бы знаем, ну, конечно, так отдаленно, то есть визуально мы знаем, кто есть кто где работает, но так особо общались, конечно же, с кем-то более плотно познакомились на школе. То есть школа — это еще и школа дружбы, да? Нет, это нетворкинг хороший нетворкинг, который позволяет, наверное, идентифицировать людей, которые могут заниматься и которым интересно заниматься аналитикой и расследованием. Но я хочу сказать, Анна, большое спасибо вам. Почему? Потому что региональные издания испытывают двойные трудности, потому что в регионе всегда все происходит как-то более кулуарно, способов давления на независимую прессу, на журналистов гораздо больше, и этим и ценнее региональные проекты, региональные расследования. Собственно, я и сам вышел из Калининградского региона, и я на своей шкуре прекрасно ощутил, каково это чувствовать, не знаю, взгляды, да, или какую-то реакцию негативную людей, особенно которые занимают высокопоставленные позиции. А вот были эти взгляды? Вас как-то преследовали, может быть, угрожали или что-то происходило? Может быть, не только связано с этим расследованием, может быть, другие какие-то с другими текстами. Ну, есть там, да, некоторые, скажем так, галочки у определенных людей. Но сказать, чтобы что-то... Все равно все же все понимают. Мы же это не из головы берем. Там, я не знаю, я же ничего не придумала. Это все вот оно здесь, там, на поверхности оно лежит. Да, ну, может быть, кому-то хочется, чтобы поменьше что-то вспоминали там или о чем-то рассказывали. Но мы действуем в рамках закона, ничего такого не делаем. Как-то давить на нас тяжело, наверное, потому что у нас большой холдинг. Но некоторое презрение, скажем так, некоторые там кулуарные договоренности, я думаю, что они все-таки есть у властей там с подачей информации. Понятно. Ну, то есть, если и давление есть, то оно как-то все-таки не напрямую ощущается, да, то есть оно как-то сильнее происходит через какие-то договоренности кулуарные, либо рекламу, наверное. Ну, у нас сейчас будет замграм редактора 72.ru, да. Поэтому у него подробнее спросим, а какие там договоренности и давления. Может быть, журналистов не, слава богу, оберегают на каких-то подступах, чтобы они не испытывали давление. Скажите, пожалуйста, Аня, а вот вы как бы почувствовали, что что-то изменилось или что что-то важное произошло после того, как вы сделали свое расследование? На самом деле, мы когда его делали, мы поняли, что мы очень глубоко ошибались, потому что мы себе этот рейтинг представляли по-другому. И теперь вот как раз компания, которая заняла первое место, у нас теперь очень много к ней вопросов как раз-таки, потому что она принадлежит правительству, и, соответственно, ну, как бы очень странно все получается.
потому что самое большое количество контрактов забирают они, в принципе, которые разыгрывают Тюменская область, потому что сейчас сложно сказать, какой это процент, но я думаю, что это где-то примерно, может быть, половина, может, чуть меньше, но это довольно-таки львиная доля, поэтому вот как раз-таки в следующем году, я думаю, мы будем более плотно ее рассматривать уже, и уже хочется поработать в этом направлении, потому что на следующий год уже скоро, как ни странно. То есть получается, что это только первый шаг, и школа антикоррупции запустила целую большую волну. Да, хорошая практика проведения таких подготовок материалов «Короли госзаказа», потому что они такой иллюстративный, наверное, визуальный образ тех людей и тех компаний, которые получают основные государственные контракты. Это одна из таких хороших ноу-хау, которые просто можно транслировать в другие проекты, в другие какие-то истории, не только связанные там с конкретными, с отдельным регионом или с отдельным городом, но, в принципе, я согласен, что это всегда вызывает какой-то новый инсайт от попытки структурировать эту информацию, получить более объемную какую-то картинку. И это всегда дает трезвую оценку от того, кто является реальным бенефициаром, кто кормится от государственного бюджета. Спасибо большое, Анна. Спасибо. Да, мы прощаемся с вами. Я хотела, Пожалуйста, вопрос задать, пожалуйста. чтобы люди поняли. А у нас расскажи людям, собственно, какие темы, что такое вообще коррупция, да, с какими темами она связана? Мы сейчас услышали две. Как их, ты называла это «Короли госзаказа», а первая как называлась? Там было про незаконное обогащение, и про конфликт интересов. Это мы три уже обозначили. Три темы обозначили. То есть это такие целые пласты, блоки или коррупционные и, соответственно, антикоррупционные, да? Когда есть люди... Коррупционных ниш или слоев, назовем это так. Да, Сфер, да. Отлично. И мы ими всеми занимаемся на нашей школе. Да. И каждый из выездов школ, и каждая из школ была посвящена своей тематикой. Кто-то занимался как раз таким структурированием или анализом бенефициаров, выгодоприобретателей от государственных контрактов. Кто-то работал с офшорными компаниями, и мы про это тоже отдельно расскажем. Кто-то занимался конфликтом интересов, кто-то незаконным обогащением. И у всех из участников школ получилось сделать собственное расследование. Видимо, коррупция на текущем этапе развития нашей страны настолько сильно, наверное, струится, что ее можно идентифицировать даже не таким уж прям сильно вооруженным взглядом, не экспертным, назовем так, а ребята, которые получили первоначальный некий опыт, пошли, увидели, победили, нашли и опубликовали. Потому что наш сегодняшний стрим, если кто подключился только сейчас, называется «Коррупция под ногами». То есть коррупция такая вообще заметная, что она просто валяется под ногами, и мы об нее спотыкаемся. Собственно говоря, этот образ возник у меня в связи с моими небольшими опытами в антикоррупционных расследованиях, когда... Не скромничай, Юля. Да, не все-таки. Когда я просто видела коррупцию в виде бордюров, валяющихся под ногами у меня в районе. А сейчас, Давайте... вы должны записаться в школу, все, кто хочет. У нас памятка есть, что хотят прокачать свои скиллы. На самом деле это очень дорогое удовольствие, если вы соберетесь получать эти знания на практике в других местах, например, в коммерческом секторе. У нас мы это делаем про-боно, мы это делаем безвозмездно. Записаться в школу можно перейти по ссылке, оставив свою заявку. Можно прочитать расследование, которое публиковала школа районной антикоррупции, тоже ссылка на сайт школы районной антикоррупции есть. Можно поддержать школу, ее менторов, для того, чтобы мы чаще выходили на связь с вами, рассказывали о подробностях этих расследований. Можно задать вопрос в эфир. Ссылка в описании, комментарии оставляйте, ставьте лайки, шеры. И очень важно для нас, на самом деле, ваше внимание, потому что без вашего внимания таких эфиров не будет. Юля, у нас есть какие-то вопросы? У нас вопросов нет, но у нас есть гость новый. Гость. Это заместитель главного редактора того же тюменского издания «72.ру» Елена Познахарева. Елена, здравствуйте. Елена, добрый день, добрый вечер. Здравствуйте.
Ну что, ты задашь какой-нибудь вопрос? Я просто хотел спросить, мы не договорили с вашей коллегой по поводу, ну, испытывают ли журналисты, ну, конечно же, вопрос, наверное, да, испытывают ли давление со стороны властей в регионах, потому что региональные элиты, они всегда более сплоченные, и устранение, если на федеральном уровне к Роману Баданину и к Михаилу Рубину и к Марии Жолобовой приходит после там, скандалов с руководством МВД, да, то на региональном уровне про любого человека ты можешь написать, и к тебе могут прийти в гости или надавить на тебя. Насколько сильно это ощущается? Вот, можете тоже по какой-то 10-бальной шкале оценить? Ну, наверное, нам везет гораздо больше, чем журналистам и редактору проекта, к которым сегодня пришли, потому что угрозы не обязательно от власти и государства, они поступают, но, к счастью, к нам никто не приходил и никто не довел то, что обещал с нами сделать из нашей редакции до конца. Но скандалы, есть какие-то разбирательства, но они в основном касаются, когда ты рассказываешь о чести и достоинстве какого-то чиновника, бизнесмена. Кто-то пытается делать из-под тишка, присылать письма, кто-то пытается угрожать по телефону, но обычно это заканчивается после 1-2 звонков в редакцию. Вот. Скажите, вот это на самом деле некомфортно все равно. Что заставляет вас заниматься таким непростым делом, как независимая расследовательская журналистика в регионах? Мне кажется, сегодня нельзя представить интернет-СМИ, которые рассказывают о жизни города, которые освещает проблемы, жалобы людей, поднимает разные вопросы без расследования. Но я соглашусь с вами, что у нас не на все расследования хватает времени, чтобы ими заниматься, потому что журналисты, которые работают в редакции, они пишут и новости, и статьи, и интервью, и закрывают повестку, и отрабатывают какие-то ЧП, которые периодически случаются, или, не знаю, коронавирусную инфекцию. Но при этом надо отметить, что и журналисты, вот в том числе как Аня Яровая и она, которые, несмотря на трудности, напряженную работу, все-таки копаются в тех же госзакупках, в других источниках, анализирует, ищет и выцепляет вот этих вот, например, подрядчиков, да, как лучшими подрядчиками Тюменской области. Кстати, после выхода этого материала у нас не было никакой реакции от компаний, потому что мы регулярно пишем про ряд из них, но это расследование, коли мы так называем, оно дало понять, насколько велик объем тех денег, которые распределяются среди них, потому что на сайте госзакупок мы регулярно видим 100-200 миллионов, максимум 990 миллионов. Это суммы, которые не складываются сразу в 4, 5, 7 миллиардов рублей, которые распределяются. А здесь картина полная, и видно, какой объем уходит этим компаниям, а эти компании работают часто с субподрядчиками, и это тоже тема для дальнейшего изучения. Спасибо большое, Елена. На самом деле мы сейчас не до конца даже понимаем тот объем работы, который ведут региональные СМИ. Мы очень благодарны вам, вашей команде и другим командам, которые, ну, мы назовем вас региональными медиа, хотя многие из региональных медиа и цитируются на федеральном уровне, за вашу работу, за ваш интерес к этой проблематике. Без вас жители стали бы, ну, в каком-то смысле, ну, более зашоренными, наверное, потому что они не знали бы той информации о том, куда идут бюджетные средства, кто их получает. Вот. И очевидно, что локальные медиа нуждаются в поддержке, поэтому прямо сейчас те, кто смотрит нас из регионов, вы можете спокойно подойти к своим журналистам, помочь им подсказать какую-то тему. Можете, если есть донаты, то задонатить какие-то вещи, да, и шерить, ну, собственно, опекать медиа, предоставлять свое внимание для этих медиа локальных. Вот. Если вы бизнесмен, то, может быть, заказывать рекламу. А мне еще один вопрос к Елене, последний, наверное. Скажите, а вот такие проекты, как школа районной антикоррупции, они как-то помогают местным журналистам, ну, найти, может быть, интересные темы или найти способы их решения, или людей, которые будут с вами сотрудничать и будут вашими волонтерами? Здесь скорее речь идет о способах поиска информации, потому что
Все мы знаем, что с каждым годом найти что-либо в открытых источниках или заказать, или работать с базами данных все сложнее. И вот именно региональная школа, она давала и дала такие инструменты, где ты не всегда видишь, куда ты можешь пойти, когда ты оказываешься в тупике, и куда обратить свой взгляд, на что еще можно обратить свой взгляд в подготовке материалов. То есть И надо Романовский у нас... сказать, что... Не, говорите, я просто подумала, что вы закончили. Что про реакцию, какая реакция иногда бывает, для многих, особенно для госструктур, лучшая реакция — отмолчаться, не давать каких-либо комментариев, не говорить, не появляться в ситуации как второе лицо, оставив вот эту вот строчку «комментариев не удалось получить, на запрос не ответили», как бы сделать вид и проигнорировать. Есть еще способы перекрыть повестку, например, нашего издания публикациями в других государственных СМИ, в которых через полчаса один за одним выходят какие-то новости позитивные, которые как бы рассказывают ситуацию с другой стороны, но при этом официальных комментариев не дают. И я, если позволите, быстро расскажу историю про... Аня тоже готовила материал про недвижимость губернатора, и которая не была зарегистрирована, она была найдена, изучена, соседи, участки, передача прав, и на нем дом этот не числился. Вот после этого губернатору пришлось рассказать о том, что с домом, что он недостроен, не введен. И в следующем году в декларации мы увидели этот дом, он появился. Появился ли он так быстро и сразу, если бы этот материал не был озвучен, если не была бы поднята проблема, тут неизвестно. Поддерживайте региональную журналистику, потому что журналисты говорят правду. Да? Да. Спасибо, Елена. Было очень интересно с вами пообщаться. А сейчас... Успехов, Елена, вам. Удачи. Спасибо огромное за вашу работу. И надеемся на плодотворное дальнейшее сотрудничество. Мы с вами переходим к следующей теме, но до этого нам тут пришел вопрос, и я задам его тебе сама. Такой вопрос. В последние годы бывало такое, чтобы по результатам расследования завели все-таки уголовное дело? На журналистов? Нет, на коррупционеров. На коррупционеров. Слушайте, в последнее время с расследованиями не так, на самом деле, густо. Во-первых, расследований стало не очень много, и расследователей. Вот. И эта штука опасная, как мы видим, по количеству уголовных дел, по количеству эмигрировавших журналистов, вот, и обысков, которые происходят. Вот. На самом деле, цель расследований — это не всегда сразу же возбуждение уголовного дела. То есть журналист делает свою работу, и журналист рассказывает о проблеме. Связь между возбужденным уголовным делом, если мы назовем его, скажем, результатом работы, и расследованием, она есть. Но между ними находится какой-то большой такой пласт работы, который тоже кто-то должен делать. В частности, написать заявление в правоохранительные органы. Вот, прийти на прием к прокуратуру. Вот. И, разумеется, журналисты говорят, мы не занимаемся активистской повесткой, мы не занимаемся написанием обращения, мы публикуем информацию, и уже на эту информацию правоохранительные органы обязаны реагировать. Мы знаем, как реагируют правоохранительные органы. Один глаз закрывают, часто второй раз не видят, особенно когда это расследование в отношении самих правоохранителей. Это как сегодня, например, история. Нет, они все увидели. Сегодня все увидели, да. Они даже прогнозировали, наверное, публикацию эту. Вот. Но в целом, да, такая реакция бывает. Она бывает не очень часто, и часто она отложенная. Вот. Отложенная до, например, следующего электорального цикла, до следующих выборов. Вот, до того, когда конкуренты условно-политически захотят использовать этот шанс, вот, или когда придет время и вытащат нужную папку. Но оно обязательно где-то всплывает. Могу сказать, что часть, например, то есть я например, делали мы в Калининграде расследование в отношении главы одного из муниципальных образований, вот, и меня потащили свидетелем в суд, потому что материал выпустили мы непосредственно по нему. Вот, и от момента старта уголовного дела и до момента, когда привлекли к уголовной ответственности этого главу муниципального образования, прошло без малого 2 года. Поэтому это очень длительный процесс, он отнимает очень большое
большое количество времени. И ожидать, что между расследованием и посадкой там, того или иного, или увольнением того или иного лица происходит буквально один щелчок, вот, или сразу после публикации прибегают сотрудники Федеральной службы безопасности, хватают кого-то проворовавшегося, наверное, не стоит. Но вероятность такая все равно существует. Угу. А у нас тут пришел вопрос за 300 рублей. За 300 рублей вопрос. Да, и мы его обязательно должны сейчас... Обязательно. Обязательно. Потому что если вы донатите 300 рублей, всего лишь это, ну, это немного. Это немного, но это очень мороженых. важно. Это Да, очень важно. И 2. спасибо, что нам задаете такие вопросы. Мы их очень любим. Да, и, собственно, вопрос такой. Этот вопрос, между прочим, в каждом городе проводила специальное мероприятие, оно чаще всего проходило в кафе, в котором мы обсуждали вопрос, а зачем вообще имеет смысл заниматься антикоррупцией? И на самом деле ответ на этот вопрос очень много. Но давай его зададим, сейчас я задам тебе свой самый главный смысл, зачем, вот что, какая цель, да, может быть. А потом мы зададим еще нашему следующему гостю, который уже будет очень скоро. Очень сложный вопрос, и я постараюсь на него быстро ответить. Во-первых, антикоррупционные расследования или вообще практическая антикоррупция – это инструмент гражданского контроля, общественного контроля. Сейчас наше государство и государственные органы, они очень скучают без общественного контроля. Они без общественного контроля государственные органы могут спокойно воровать, закрывать, там, не знаю, привлекать к уголовной ответственности, брать миллионы, вот, ну и, собственно, из государственного аппарата, государственный аппарат превращать в бизнес. Вот. Когда существует система общественного контроля, разумеется, это сложнее делать. Не знаю, под каким-то увеличительным стеклом гражданского контроля большое количество бюджетных денег было спасено уже сейчас. Вот. И, разумеется, тот, кто считает, что пусть воруют, мне ничего, меня напрямую это не касается, разумеется, человек ошибается. И каждый раз, когда он будет спотыкаться о разбитый бордюр, когда он будет спрашивать, а как же ребенка устроить в школу, вот, потому что в школе не хватает мест или школа не построена, вот, надо вспоминать, что это та самая коррупция, которая украла у вас будущее. Да. Ну, кстати, есть у меня тоже один ответ очень важный, что не только мы можем сохранить наши деньги, но можем и что-то изменить. И у нас даже в нашей практике, даже с Ильей, были такие моменты, когда что-то менялось, какие-то происходили вещи, которые раньше не происходили. Вот, например, у меня было расследование в районе, ужасно такое благоустройство бордюринга, которое началось, это была история про фонтан. Суть его в том, что сначала сделали благоустройство, поставили фонтан, и только на следующий месяц разыграли проектную документацию на это благоустройство и фонтан. Вот такая прекрасная история. Да, не очень удалось уголовное дело, потому что мой дознаватель, который вел это дело, надо сказать, 2 года, он тщательно пытался это добить. Он мне так и сказал, тут налицо 159-я статья УК РФ, а именно мошенничество. Но, говорит, поскольку это уголовное дело должно быть возбуждено против структур Собянина, то вероятность того, что его завернут, 99%. Ну, в общем, он оказался прав, его завернули. Но это все было до пандемии. Надо сказать, что на следующий год по той же программе собирались сделать новое благоустройство. И они провели несколько общественных обсуждений, пригласили людей, стали пытаться их как-то привлечь на свою сторону, чтобы больше не было такого хождения людей в прокуратуры и следственные комитеты, и чтобы, в общем, люди были хотя бы чуть-чуть больше довольны. Это уже какой-то результат. Он может быть не нормативный, но он отражается на практике того, как происходит трата наших с вами бюджетных денег. Да, и хочу сказать, что каждое расследование – это большой объем времени. То есть, чтобы провести качественное расследование, надо потратить там, от месяца, наверное, до полугода. Большие расследования делаются годами, поэтому надо сказать, что у хорошего, опытного расследователя,
уходит много времени для подготовки расследований, и каждое увольнение, каждое привлечение к уголовной ответственности, каждая отмена государственного контракта, не говоря уже об уголовных делах, да, это большая победа для журналиста, для расследователя, для общественного деятеля, который этим занимается. Вот. И всему мы этому учим, мы рассказываем, как правильно это делать, но это приходит с опытом. Вот. Для этого мы предлагаем записываться в школу, ссылка в описании на школу есть, можно ставить лайки, можно шерить это видео, можно задавать вопросы, как обычные вопросы, так и вопросы с донатами, мы обязательно будем их задавать в эфире. Вот. И, наверное, мы будем сейчас про следующее говорить, Мы да? сейчас будем смотреть следующий трейлер про расследование из совершенно удивительного места, потому что оно не то место, где мы с вами были на школе, но, тем не менее, лучи нашей школы долетели и до туда, до Байкала. То есть это расследование из Улан-Удэ. Оно еще не вышло, кстати говоря, но оно уже скоро выйдет. Но трейлер вы уже сейчас можете посмотреть, что совсем поразительно. То есть это практически новая серия «Игры престолов». Да, это прямо очень интригующе звучит. Вот. Но Анну мы знаем немножко, да, уже. Ты очно, наверное, я заочно знаю, да? Да, сейчас мы уже смотрим видео. Давайте. Сегодня расскажем о том, как директора бурятских муниципальных унитарных предприятий совмещают работу в муниципальных учреждениях и бизнес. В Бурятии работают десятки унитарных предприятий. Их создают региональные или муниципальные органы власти, например, чтобы вывозить мусор, отапливать школы и детсады. Работу этих предприятий регулирует федеральный закон номер 161 о государственных и муниципальных предприятиях. По нему руководителям МУПов и ГУПов запрещено заниматься предпринимательской деятельностью и владеть недвижимостью за рубежом. Мы нашли 7 директоров республиканских МУПов, которые, невзирая на существующие запреты и ограничения, успешно совмещают муниципальную работу и личный бизнес. У Андрея Елсофьева случился конфликт интересов. Он возглавил МУП «Жилищный коммунальный комплекс» Баунтовского и Венкийского района в 2012 году. На тот момент Елсофьев имел сразу 3 фирмы – Баунт, Баунт-Энерго и Сибирь. Господин Юсуфьев сначала не вышел из состава учредителей компании «Сибирь». Первое, что он нарушил. И как следствие, соответственно, наверное, он, как мне кажется, не смог устоять от соблазна и заключить контракт со своей собственной фирмой. То есть это уже был некий прямой конфликт интересов. Почему для нас с вами важно, чтобы чиновники, которые управляют МУПами, параллельно не занимались бизнесом? Потому что это правонарушение по своему потенциалу может причинить не меньший ущерб бюджету и общественным интересам, чем взятка или подкуп. Это своего рода тоже торговля полномочиями. Ура! У нас сейчас в эфире будет Анна Зуева, журналист из Улан-Удэ. Аня, очень рада тебя видеть, прям счастлива. Анна, привет тебе из Москвы. Вот, очень наслышали о твоем творчестве, регулярно смотрим видео из Бурятии. Очень качественно и красиво выполнены. Может быть, единственный канал информации из Бурятии, на самом деле. Если кого-то интересует жизнь Бурятии, подписывайтесь на канал Анны Зуевой в YouTube. Обязательно. Как слышится, так и пишется. Здравствуйте, коллеги. Как слышится, так и пишется. Зуева, YouTube-канал. Все очень просто. Спасибо большое за такое представление, очень приятно. Я рада тоже вас видеть и слышать. Аня, скажи, мы тут вот сейчас, пока был трейлер, обсуждали с Ильей, что мы, покажется, всех запугали всякими дементорами в погонах, угрозами, преследованиями и так далее. Но все-таки хочется понять, какой смысл, есть ли смысл заниматься антикоррупцией и в какой в этом положительной стороны, ну, лично для человека. Общественное благо мы более-менее понимаем, а вот человеку-то что от этого? От расследователю? Ну, вы знаете, мне очень нравится то, чем я занимаюсь. Журналистика — это вот захватывающая работа, деятельность. Я получаю от нее моральное удовлетворение. В каком-то смысле просто кайфую от своей работы. С какими-то препятствиями и обысками, и давлением я не сталкивалась, к счастью.
пока и надеюсь в будущем. Возможно, это связано с тем, что у меня такой маленький регион. И, наверное, если на меня будут давить, об этом все сразу будут знать, говорить, возмущаться. И вот эта вот моя репутация, она меня пока вот защищает, оберегает. Ну и тем более я работаю в правовом поле и не нарушаю никаких законов. И, в общем, пока остаюсь вот как бы в такой безопасности. Ну, то есть, Мне также получается, нравится... извини, то есть, получается, репутация дает безопасность, а расследования дают кайф. Ну, в общем, это просто классная, кайфовая жизнь, я считаю. Настоящего расследователя. Дай договорить, Аня. Аня, Да. у нее есть мысль, вот она просто, ты ее оборвала. Аня, продолжай, пожалуйста. Прости. Ну, и я хочу сказать, что это такой кайф, адреналин, и я немножко люблю ходить по краю, что-то изучать, что-то вот копать. У меня такой любознательный ум, и мне просто нравится то, чем я занимаюсь. Учитывая то, что все практически СМИ в Республике Бурятия так или иначе аффилированы с властью, поэтому надеяться на кого-то, что кто-то об этом расскажет, кто-то это покажет, по большому счету здесь, в Бурятии, ну, по сути, и не на кого больше надеяться. Поэтому я и моя маленькая локальная медиа в Ютьюбе — это вот такой, маленькая возможность как-то вот показать какие-то события и рассказать о том, чем периодически занимаются наши чиновники. Хотя вы правильно говорили, что в регионе все это делается очень хитро, и не сразу ты распознаешь все эти схемы, потому что тут все брат-сват, и редко что всплывает на поверхность, поэтому у нас не очень много расследований, но каждое из них — это такой бриллиант, и я думаю, что вот расследование, которое мы делали совместно с школой районной антикоррупции. Его курировал Роман Романовский из Transparency. Я не знаю, будет ли он сегодня. Будет. Он сейчас мы его Прямо ждем. сейчас, после тебя. Хорошо. В общем, я думаю, что это расследование, которое мы вот-вот зальем на канал, и оно также будет опубликовано и на сайте интернет-СМИ 7 на 7, будет тоже очень классным. Могу рассказать, о чем оно. И на сайте школы районной антикоррупции оно появится. Да. И на сайте школы, безусловно. Да, хочу сказать, что, Ань, спасибо тебе огромное. Мы все наслаждаемся вот, без какой-то иронии твоими видео, очень качественно сделаны. Вот. И тот охват, который ты получаешь за пределами республики, что его смотрят в Москве, видимо, это хорошая оценка твоей работе. Да, слушай, Да, смотри. я это ощущаю. А еще у меня такой вопрос. А вот скажи, вот если бы, а ты бы хотела, чтобы школа районной антикоррупции приехала в Улан-Удэ? Найдутся ли там достаточно людей, которые бы хотели заниматься расследованиями? Знаете, думаю, найдутся такие люди, однако есть ощущение, что вот наших активистов после митингов в поддержку политика Алексея Навального очень сильно так запугали, морщат, простите за сленг, судят. Но, опять же, учеба в школе — это же не преступление. Мне кажется, найдутся 5-6 классных, смелых людей, активистов и журналистов, и, может быть, блогеров, которые с удовольствием поучатся. Или можно провести школу в Иркутске, и тогда мы преодолеем 450 километров из Улан-Удэ в Иркутск и объединим вот этот Байкальский регион и прекрасно проведем. 450 километров — ерунда, в общем, для хорошего расследователя не крюк. Не крюк. Тем более, что у нас как раз можно подать заявку и записаться в качестве соорганизатора школы. Аня, мы сейчас расскажем тебе, а заодно расскажем всем, что у нас есть возможность записаться не просто на школу, а в соорганизаторы школы у себя в регионе. Вот у нас вот Роман Романовский уже появился, но мы его сейчас с ним поговорим. Но сначала сделаем небольшое объявление. Смотрите, для того, чтобы школа приехала к вам в регион, чтобы вы стали таким же крутым расследователем, как наши гости, о которых мы только что рассказывали, которые приходили к нам в эфир, вы должны не просто записаться, потому что если вы просто запишетесь и мы не сможем к вам просто приехать. Нам нужен соорганизатор. Этот человек, который поможет нам с выбором темы, и с всякими техническими вещами, и потом с организацией вашей команды, чтобы кто-то мог не просто как бы сделать одно расследование и разбежаться,
а собрать какое-то общее, сделать какое-то общее дело, которое будет продолжаться. Поэтому записывайтесь у нас по ссылке, а также читайте расследования, поддерживайте наш проект и можете задавать вопрос. И у нас есть платный комментарий, который прекрасно, и 300 рублей, и еще, знаете, что сказали? Спасибо, что вы этим занимаетесь. Вот это просто поразительный человек. Пожалуйста, берите с него все пример. Мы ждем от вас ваших комментариев, и за 300 рублей мы обязательно их зачитаем. Да, я и единственное Елена Славина пишет, что Анна классная девушка, молодец. Анна большая молодец, вот, и действительно ее знают за пределами ее региона, и очень качественные расследования, и слова благодарности и ей, и Роману за работу, которую они сделали. И хотел бы обратить внимание на одно. Вот Юля говорила про дементоров, говорила про риски, про страхи, про правоохранителей. Я хочу сказать, что существует еще и другая сторона этого всего. Это фан. Это веселье, это действительно интерес личный и позитив. И если подходить к таким сложным вещам с позитивом и с неким весельем, наслаждением, то и получаются достаточно качественные продукты, расследовательские, интересные, и люди любят их, и люди воспринимают их как очень хорошие продукты, за которые люди готовы шерить, донатить, ставить лайки и прочее. Юль. Ну, а я знаю еще одно прекрасное удовольствие, которое ты получаешь от школы антикоррупции. Так. Это Роман Романовский. Роман Романовский. Да, это, конечно, ну, Илья тоже, может быть, я в какой-то степени, но, в общем, это общение с интересными людьми, и Роман, это просто кладезь знаний, веселья и разных забавных историй, которые он вам расскажет на занятиях. Роман, у вас появился шанс сделать это не только в вашем регионе, но и вот здесь сейчас непосредственно можете задавать Роману вопросы. А первыми начнем мы задавать эти вопросы, Роман. И мы тебя поздравляем с твоим огромным карьерным ростом. С этого года ты еще с учебного, ты будешь возглавлять московский офис, можно сказать, школы антикоррупции. Да, хорошо, пока. Вот. И, Роман, расскажи нам, пожалуйста, о своих планах на будущий год, о наших общих планах, как мы будем делать нашу московскую Давай историю. Романа мы представим по-хорошему, Да. что Роман Романовский — это известный журналист-расследователь, у него длинный трек работы в региональных изданиях, поэтому для школы районной антикоррупции Роман большая находка, потому что Рома знает, как это устроено на региональном уровне, его тексты публикует «Новая газета» и федеральные издания «Важная история» и, наверное, еще и многие другие. Рома про это скажет. Все. Да, Готовы. вот. И Рома работает с Transparency International России, Который является и иностранным агентом. который Юля знает, кем является, который принудительно включен в список иностранных да, мы абсолютно агентов. с этим не согласны и считаем это безобразием. Да, правильно, Юля, вот так правильно говорить. И Рома еще и является ментором школы районной антикоррупции, вот, и собственно, под его руководством было сделано большое количество региональных проектов, вот, о которых Рома и расскажет. Ну и с этого года еще и начинается школа районной антикоррупции в Москве. Уже не первый раз, это второй, получается, цикл, Да. который мы делаем. Вот. Ром, пару слов вообще про школу, и про региональные циклы, и про Москву, может быть, твои Давай слова. по очереди. Начнем с, во-первых, твоих впечатлений от школы. Давай расскажи от того, что мы ездили в этом году, а потом мы еще тебе задам пару вопросов и перейдем к Москве. Да. Коллеги, добрый вечер. Наверное, мое имя уже здесь столько много раз упоминалось, и, наверное, все уже ждали, когда вот он появится и ответит на все вопросы, которые возникли. В рамках, наверное, первого нашего сезона школы районной антикоррупции, да, который у нас завершился, сегодня у нас такой некий выпускной бал, да, можно сказать. Мы, соответственно, объехали 5 городов, да, я, в частности, был именно в 4 городах. Действительно, это было очень увлекательно, потому что мы действительно побывали в тех городах, в которых даже не то, что мы никогда не были, а мы даже, наверное, в некоторых городах мы даже не знали, что там есть такое количество людей действительно заинтересованных в расследованиях.
и то, что есть какие-то свои местные локальные сообщества, которые действительно им интересна и не безразлична жизнь в их городах и в их регионах, и они очень заинтересованы в том, чтобы проводить антикоррупционные расследования, которые бы, возможно, как-то улучшили их жизнь на местах. Это действительно было такое... действительно такой некий глоток даже, можно сказать, свободы, некого такого чистого воздуха, да, когда мы понимаем, что все же люди есть. Просто, может быть, о них кто-то не знает, этих людей нужно научить, их нужно просто подтолкнуть, и дальше они, собственно, с удовольствием пойдут сами делать расследования и улучшать жизнь в своих регионах. Супер. Скажи мне, пожалуйста, а вот у нас тут первым вопросом, который пришел к нам, это, а что там в кургане найдено? Вот у нас расследование в кургане же еще не вышло. Ты можешь хотя бы его как-то... Это вопрос был платный или нет? Вот это я уже не помню, но просто я его все равно задала. Да, проблема в том, просто, что если человек, конечно, задонатил, то его ждет некое разочарование, потому что в кургане... Ну, то есть первое, что мы нашли в кургане, на самом деле, в кургане мы нашли действительно людей. Это, на самом деле, самое ценное. В кургане мы нашли действительно в ходе наших тренингов пару интересных тем. Одна из этих тем вот сейчас прям готовится к выпуску, и, к сожалению, я не смогу сейчас рассказать, о чем эта тема. В ближайшее время вы узнаете. Почему? Потому что мы, собственно, на своих тренингах мы как бы, наверное, учим одному из первых правил безопасности, что тему, которую ты расследуешь, которой занимаешься, ее нужно содержать, стараться в максимальном секрете. Вот. И, собственно, поэтому тема, я вам гарантирую, что она будет интересная. Я уже, соответственно, не знаю, да, что она действительно может в какой-то степени всколыхнет, можно сказать, курганское медиапространство, вот, но они вы узнаете чуть позже. Ну, для этого надо заходить регулярно на сайт Школа районной антикоррупции, вы сразу про это узнаете. У нас есть соцсети, поэтому вы следите и за соцсетями Романа, моими, Ильи, чтобы узнать первыми, а что же там в кургане. Да, мы вам обязательно расскажем об этом. Так, ну и у нас тут платный вопрос. Он, конечно, не совсем про школу районной антикоррупции, но я так упорно говорила про иностранного агента и Transparency, что придется его задать, поскольку он платный. А статус иностранного агента как-то мешает работе вашей организации? Что поменялось после того, как вам его присвоили? Да, я не скажу, что это очень позитивное вообще именование организации, ну, как руководитель организации, потому что я директор Transparency, могу сказать, что с этим титулом мы живем, которым наградило нас государство, живем уже 6-й год. Вот, как-то существуем, работаем и реализуем наши проекты. Вот, очевидно, что это несправедливая реакция государства на нашу активность в стране. Вот, и очевидно, это сделано для того, чтобы попытаться снизить доверие к нашей деятельности, чтобы мы с меньшим количеством граждан, журналистов повзаимодействовали, передали им ценные знания, навыки и опыт, который у нас есть, о том, как проводить расследования, о том, что значит коррупция, как ее выявлять, вот, какие инструменты для этого использовать, и помогать, собственно, совершенствовать нашу систему, в том числе и государственную, вот, за счет такой вот дисциплины, которую мы прививаем, в том числе и на региональном уровне. Работать стало сложнее, но интереснее, вот, скажем так. Очень важно, если вы задаете этот вопрос, то вы, наверное, чувствуете какую-то свою внутреннюю ответственность. У нас под нашим непосредственно стримом есть возможность прийти на сайт Transparency, оставить донаты. Вот, ссылка в описании есть. Вот, нам очень трудно сейчас. Это непростое время для всех некоммерческих организаций, многие из них закрываются. Вот, но если вы считаете, что мы делаем правильную работу, вам нравится эта работа, вы можете прийти по ссылке и подписаться на рекуррентные платежи. Это будет большая помощь с вашей стороны для всей нашей команды. Да, это было бы отлично. И напоминаю, что вообще наш проект «Школа районной антикоррупции» — это совместное детище, в том числе Transparency, который только что назвали, как назвали. Вот, мне надо каждый раз это проговорить. Ты можешь говорить сколько угодно раз. Да, вот. Я думаю, что от этого горшком не станут. Да, и, конечно, они же не иностранные агенты на самом деле, а на самом деле они настоящие российские патриоты, как и все мы тут сидящие. И команда 7 на 7, из которой у нас тоже будет представитель, и это тоже соорганизатор, и наш
большой кластер проектов, который называется «Живые проекты», который является тоже соорганизатором этого нашей школы районной антикоррупции. Но мы отвлеклись от Романа Романовского, столько его представляли и забыли про него. Ничего страшного. Вот, Роман, ну а теперь расскажи нам про Москву. Как планируется вообще вести эту работу? Кто может записаться, кто может стать участником? Что мы будем расследовать? Я так понимаю, это будет для Москвы некая такая долгожданная школа, да, по многочисленным просьбам, заявкам трудящихся. Мы предполагаем, что мы начнем в октябре. Это будет школа приблизительно на 8 месяцев, 8-месячная школа, курс. Как минимум мы будем встречаться раз в месяц на тренинговых занятиях. Мы сейчас формируем некую учебную программу. Мы постараемся пригласить действительно самых, наверное, лучших и авторитетных там, журналистов-расследователей, юристов, представителей некоммерческих организаций, которые расскажут участникам, наверное, они передадут какие-то свои навыки для того, чтобы, собственно, участники уже могли самостоятельно делать свои расследования. То есть мы предполагаем некую такую очень будет широкая тематическая линейка, да, это будет и о том, как, условно, проводить расследование в государственных закупках, как искать конфликт интересов, как работать с базами данных, как оценивать и квалифицировать фактуру с точки зрения нарушения закона. Соответственно, и дальше у участников школы, у них будет некий бонус. Он будет заключаться в том, что мы будем помогать им в проведении их расследований. То есть мы будем консультировать, мы будем проводить менторинг. И я очень надеюсь, что по итогам работы школы мы среди тех участников, кто не запишется, мы выпустим какие-то совместные именно расследования по Москве. Скажи, пожалуйста, а мы всех берем в эту школу? Я думаю, что да, мы всем берем, потому что знание, наверное, такая вещь, которая должна быть доступна, максимально, да, доступна. Вот. Другой вопрос, что уже в команде расследователей мы уже к этому будем, в смысле, команды расследователей, которые будут заниматься конкретными темами, мы уже будем к этому подходить как-то избирательно. Ну нет, не просто избирательным. То, опять же, любой человек может стать членом команды, любой человек, да, который проявит просто трудолюбие и заинтересованность. И инициативу проявит, и мы еще очень ждем от участников именно темы, которые действительно важны для них, важны для, условно, районов, в которых они живут, либо для людей, там, группы лиц, которые они представляют. И, соответственно, мы будем еще отбирать участников, исходя из, условно, тем, которые они предложат, их возможности эти темы реализовать. Я думаю, что вот... Отличный шанс для муниципальных депутатов. И будущих муниципальных депутатов, и районных активистов, неравнодушных граждан, вот, или горожан, назовем их так, для того, чтобы записаться, прокачать свои навыки и контролировать свою управу, свой муниципалитет, район и даже, не побоюсь этого слова, самого мэра. Да, если мы соберемся все вместе, то нам контролировать мэра на самом деле будет намного проще. Кстати, у нас на моем YouTube-канале идет опрос. Есть ли в вашем районе коррупция на районном уровне? И вопрос пока что все отвечают «да». Такой вот странный результат. Может быть, вы придете и скажете «нет», может быть, кто-то из вас проголосует, что у него все прозрачно, чисто и прекрасно? Я думаю, что на твой YouTube, на твои каналы подписаны не те люди. Но, кстати говоря, на самом деле вся идея, вот мы сейчас откроем небольшой секрет с Ильей, вся идея школы районной антикоррупции возникла в тот момент, когда я с такими взлохмаченными волосами и горящими глазами ворвалась в кабинет Шуманова и сказала: «Шуманов, у нас там коррупция». Он сказал: «Какая?» Я сказала: «Не знаю, но я чувствую, что она есть». Это правда, это правда. Вот. И Юля вместе с районными активистами, с муниципальными депутатами вот, помогла нам сделать большое расследование, которое касалось незаконного уничтожения парка Дубки. Вот. Мы выпустили серию, несколько расследований, целый цикл расследований, который привел нас к вице-мэру на тот момент Москвы, господину Хуснуллину, который сейчас аж целый вице-премьер правительства Российской Федерации. Вот. И это было достаточно важным, наверное, шагом консолидации, наверное, людей, которые на тот момент защищали парк, вот, и чувствовали
незаконность действий и застройщика, и охранных предприятий, которые избивали местных активистов на улице, да, вот, которые пытались противостоять вот этой вырубке этого парка. Вот, и чудесным образом, да, действительно, мы с тобой начали делать совместные проекты. Это вот тот небольшой шаг, да, который может сделать любой из вас: записаться на школу районной антикоррупции, получить требуемую экспертизу, менторинг со стороны журналистов-расследователей, экспертов, юристов, которые помогут вам реализовать собственный проект. Вот и увидеть на самом деле вот эту коррупцию, которая, когда ты ее чувствуешь, а видеть не можешь. Вот, поэтому я хочу к Роману обратиться. Вот у нас есть такое, мы этот стрим назвали, вот этот прямой эфир, назвали «Коррупция под ногами». Вот ты можешь нам коротко вот сейчас для всех слушателей объяснить, а что это значит, что, почему у нас, ну, как бы, как нам эту коррупцию под ногами увидеть? Можем ли мы о нее споткнуться и не заметить, а как бы сделать так, чтобы споткнуться и заметить? Ну, мне кажется, сначала нужно споткнуться, да, а уже когда вы когда споткнулись, нужно проявить некие, наверное, аналитические навыки и подумать, собственно, а что происходит и почему я споткнулся. Должен ли я был здесь споткнуться или нет? Ну и самое главное, конечно, всегда за всем стоят люди, да, и самое главное понять, из-за кого и почему я споткнулся, то есть кто виноват в том, что я споткнулся. Я вот как-то так образно отвечу. Ты очень образно ответил. Хорошо, да, действительно. Ну, в принципе, школа районной антикоррупции на совершенно разные фокусы настроена. Вот, как на локальное, о которой говорит Юля, которая действительно помогает муниципальным активистам, депутатам, вот, так и достаточно широкую такую рамку может задать, как, например, расследование из Краснодара, вот, которое чудесным образом выявила у местного депутата, который стал... Я не буду спойлерить, давайте, наверное, посмотрим... Да, посмотрим видео. Это видео, да? Как выпускник военного училища стал топ-менеджером Роснефти, заработал деньги на зарубежную недвижимость, а потом сбежал из страны и превратился в критика Игоря Сечина, рассказывает расследование выпускников из Краснодара. Вы только что посмотрели немножко про то, что делали выпускники, теперь уже выпускники школы районной антикоррупции в Краснодаре. Это невероятная история про местного депутата, такого регионального середнячка, разумеется, от партии «Единая Россия» депутат, который получил должность вице-президента Роснефти. Вот, после возбуждения уголовного дела вот, сбежал из страны и где-то скрывался долгое время. И вот этот клубок следов, по которому он ушел, вот, мы с выпускниками школы районной антикоррупции в Краснодаре и расследовали. Очевидно, что история неординарная, потому что она прокатилась начиная от Кипра, Монако, Новой Зеландии, и она завершилась в Великобритании, где мы отыскали... Вы везде ездили в эти страны? Нет, мы виртуально ездили. Мы виртуально ездили по этим всем территориям, и это было очень необычно. Может быть, вот Валера у нас. Валера в эфире. Валер, ты на фоне Вестминского суда, где происходили драматические, абсурдные события. Ну, надо представить Валерия. Да, Валерий Перевозчиков, это журналист. Валерий пишет для издания, правильно как, «Радио Свобода». «Кавказ Реалии». «Кавказ Реальный», как «Кавказ Реалии». Вот, Валер делал не одно расследование, вот, и это расследование не первое. Валер, что скажешь про школу и про само расследование? Насколько тебе было в кайф? Было
было очень интересно. Ну, приятная компания, безусловно, что немаловажно. Да, конечно, я-то делал расследование, но это были, конечно, какие-то городские мелочи по сравнению с тем, чем мы занимались в школе. И еще для меня в новинку была работа в такой большой команде, потому что обычно-то приходится там работать, как правило, одному. А тут вот этот новый опыт работы с 7 на 7, Максиму Полякову огромное спасибо, и он большой вклад редакторский, конечно, в этом тексте есть. Да. Да, ну а вот виртуально перемещаться между границами и территориями в период как раз коронавирусный, каково это, вот, насколько тебе показалось важным отследить деньги, которые ушли из Краснодара по всем этим территориям, юрисдикциям и офшорам? Ну да, что сказать. Ну да, это было интересно, но много новых как бы способов, инструментов удалось узнать, много методов расследовательских. Да, слушай, а работа в команде, ну, я понимаю, что это всегда необычно, потому что одно дело, когда ты работаешь с кем-то, кого ты знаешь в редакции, а работа, ну, с новыми людьми. Насколько она позитивна и насколько она травмирующая, как ты вот можешь сказать про это? Ну, вашими трудами она была организована хорошо. Вот. Ну, конечно, в какой-то момент происходили какие-то затыки, как-то мне в какой-то момент даже показалось, что вообще ничего не получится из этого, но в итоге все получилось, и да, интересный опыт. Ну, это тоже как бы опыт вот организации командной работы я тоже получил. Да, ну, я не знаю, если у тебя будет возможность, хотел бы ты стать ментором новых команд в новых регионах, это такой вопрос, насколько ты чувствуешь в себе силы для этого? Ну, это как-то очень неожиданное предложение. Понял, ну, оставим его за эфиром тогда, можем об этом поговорить тогда. Хорошо, спасибо большое, Валера, это большое удовольствие было работать с тобой. Краснодар, большой респект, спасибо за прекрасное расследование о бывшем депутате Заксобрания партии «Единая Россия» Вотинове, вот, который сбежал в Великобританию и купил себе дом. Почему я не удивлена, что он из партии вот этой названной? Это уж, Юля, вот, это факты, это не какие-то домыслы, это факты. Купил себе дом за несколько миллионов фунтов, на десятков миллионов фунтов, которых у него, разумеется, в наличии не... Да. Да, а материал-то вышел в одном из известнейших изданий, которое занимается профессионально расследованиями. Это издание «Важные истории», которое не так давно появилось на рынке медиа. И с нами ветеран расследовательской журналистики, вот, звезда и лауреат всех премий, которые, возможно, международных и российских, который собрал Роман лично и в команде, и в командах. Вот, за что ему огромное спасибо. Да, все расследователи учились и проходили тренинги через Романа, проходили. Роман рассказывал, как он начинал, вот, с АЗОВ. И многие люди ориентируются на те стандарты, которые, собственно, задали «Важные истории», «Новая газета». И Роман Шлейнов, Роман Анин, Роман Баданин — это вот те расследователи, которые... Все романы? Они все романы, вот так получилось. И Романовский еще, вот четвертый подключился. Что это такое? Да, вот, Роман, вот скажи, пожалуйста, вот есть расследование, которое подготовили ребята из школы районной антикоррупции. Ты-то ветеран, ты расследовательской журналистики, видал-то разное. Вот, насколько тебе, прочитав расследование, прочитав, стало интересным и захотев его получить себе для твоего издания? Здравствуйте.
Спасибо, конечно, за такое представление. Все в реальности намного скромнее. Вот. Ну, что касается расследования, надо сказать, что его полностью сделали, значит, благодаря Transparency International Россия, журналисты из регионов, участники школы районной антикоррупции и журналисты 7 на 7, да, насколько я понимаю. И это было практически законченное расследование, да, мы ничего там не меняли, не дописывали. Мне оно понравилось по нескольким причинам. Первое, что очень важно, оно имело международный масштаб. То есть там были зафиксированы данные не только о том, что происходило в России, но и о том, что связывало в данном случае вот господина Вотинова, да, бывшего топ-менеджера Роснефти, с Европой, да, с зарубежными какими-то активами. Это важно, потому что это не так легко найти. Да, и, как правило, значит, если мы говорим про расследование, абсолютное большинство расследований очень часто ограничивается Россией, да, ну, просто потому что сложно дотянуться до каких-то других стран и что-то там выяснить. Меня это расследование удивило именно этим. Мне понравилось то, что люди хорошо поработали, много чего изучили и нашли в том числе вот эти вот замечательные зарубежные активы. Второй момент, почему мне понравилось расследование. Ну, лично мне оно понравилось тем, что продолжают журналисты следить за тем, что происходит с топ-менеджерами подконтрольных государству компаний российских после того, как эти топ-менеджеры покинули свои позиции. Более того, этот топ-менеджер не просто так ушел, там была скандальная история, да, было возбуждено уголовное дело, как известно, в России, да, по поводу его ситуации и по поводу того, какие услуги он отказывал, значит, предприятиям Роснефти и как, собственно, на этом зарабатывал, как выясняется, он и его коллеги, его партнеры. Вот. И это очень важно, потому что, к сожалению, очень часто забываются люди, которые были у власти или были в госкомпаниях, имели все возможности, значит, получать там очень большие деньги, становиться олигархами практически, да, зарабатывать на близости к этим госкомпаниям, а потом они спокойно уходят куда-то на пенсию или просто уходят из госкомпании и дальше уже становятся легальными какими-то очень крупными бизнесменами, чего, конечно, сложно представить, потому что надо понимать, что все-таки топ-менеджер российской госкомпании, хотя и получает достаточно большие деньги, но он не фигура, равная крупному предпринимателю, он не олигарх. Да, и, конечно, когда, значит, бывший сотрудник госкомпании, даже ведущий, даже руководящий вдруг вкладывает какие-то страшные деньги в какие-то объекты недвижимости или заводит бизнес на многие миллионы. Это странно, потому что ничто не подразумевает, что бывший топ-менеджер подконтрольной государству компании или корпорации вдруг станет олигархом и будет вести настолько широкий образ жизни. Это нужно понимать. Я понимаю очень часто, что их игнорируют, потому что, ну, мог заработать, мог там за свою работу, за свои вознаграждения получить достаточно большие деньги и жить себе спокойно. Но нет, если сопоставлять внимательно те доходы, которые у него были, и те расходы, которые потом получились, да, очень сложно себе представить, что человек может накопить и аккумулировать такие деньги, не прибегая к каким-то другим приемам, то есть не используя свое положение, работая в этой госкомпании или подконтрольной государству компании, или там госкорпорации. Вот. Это тоже большой плюс, что обратили внимание на то, как он живет после. Ну и третий момент. Господин Вотинов мой давний герой. Мы о нем писали в газете «Ведомости», еще когда он был вице-президентом Роснефти. И когда «Ведомости» вот, еще были газетой. Ну, когда «Ведомости», да, еще никак не зависели от Роснефти. Вот. И не убирали из «Ведомостей» заметки про Роснефть, не меняли им заголовки и так далее, и суть заметок не меняли. Вот. Когда «Ведомости» еще были теми ведомостями, которыми руководила Татьяна Лысова, главный редактор. Вот. Мы в
делали материал, в частности, о конфликте интересов, возможном конфликте интересов у топ-менеджеров Роснефти. И Вотинов был одним из наших первых героев, поскольку для нас было очевидно, что существует группа компаний, связанные с ним, которая внезапно увеличивает свои доходы в десятки раз или в несколько раз, да, увеличивает свою выручку в значительное количество раз, в разы, после того, как господин Вотинов занимает ведущие позиции в подконтрольной государству компании. Мы стали изучать, почему это происходит, и увидели, что, собственно, компании, входящие в эту группу, строят что-то там для дочерних структур Роснефти. В частности, там какие-то офисы, в котором, значит, предприятия Роснефти арендуют площади. Что было очень странно, поскольку, как предприятия Роснефти могут платить за аренду структуре, которая была связана с топ-менеджером госкомпании. Это прямой конфликт интересов, и на это должны были бы обратить внимание в Роснефти. Но на тот момент Роснефть радостно сообщала нам, что никаких проблем нет, что никакого конфликта интересов у господина Вотинова не возникает, что все хорошо, и, собственно, наше беспокойство напрасны. Через год выяснилось, что нет, наши опасения были не напрасны. Правда, Вотинов к тому времени уже успел уехать из России, да, получил вид на жительство в Монако, да, обзавелся апартаментами там. Он много где обзавелся недвижимостью, это очень интересный персонаж. Вот. И, собственно, поэтому он мой любимый герой, один из моих любимых героев, поскольку мы заметили заранее и предупредили Роснефть о том, что у этого человека очень странный способ ведения бизнеса собственно, с той же Роснефтью, да, с государственной компанией, в руководство которой он входил. И да. Могли Игорю Ивановичу Сечину избавиться от такого человека, который паразитировал на государственной компании, как потом оказалось уголовное дело. А теперь Игорь Иванович Сечин подал в суд на важные истории. Вот, у вас возникли проблемы, из-за этого вы судитесь с ними, вот они пытаются у вас взыскать деньги за достаточно честную, откровенную публикацию, которую всем рекомендую прочитать, про танцовщицу, которая неожиданно стала владелицей крупного бизнеса, как аффилированное лицо. Я же тебе предлагала потанцевать. С Роснефтью, да, ты предлагала потанцевать, но мы попозже потанцуем, наверное. А пока, друзья, к сожалению, у нас не очень много времени, но могу сказать, что важные истории действительно публикуют, очень важные истории. Подписывайтесь на социальные сети, все, которые есть у важных историй. Вы заходите, пожалуйста, прямо сегодня на их сайт, подпишитесь на донаты, на рекуррентные платежи. 500 тысяч рублей, сколько не жалко, потратьте, чтобы романы, да, которые работают в важных историях, чувствовали, что они нужны вам, что они пишут правильные вещи, и эта поддержка жизненно необходима им здесь и сейчас. Если среди вас есть романы, то вам точно надо сюда, точно в школу районной антикоррупции. Но если вы не роман, тоже можете записаться. Да, вот. Спасибо огромное, Ром, за твое включение. Слова благодарности за вашу работу, которую вы делаете. Спасибо, что замечаете молодые дарования, ребят, которые из регионов, которые делают прекрасные расследования, ну и, собственно, вы даете им возможность, площадку для выпуска этих материалов. А сейчас... Вам спасибо. И спасибо школе районной антикоррупции за такие замечательные материалы. И Transparency International тоже, да. За то, что она все это курирует и занимается этими новыми кадрами. Спасибо. Спасибо, Ром. Спасибо огромное. Так, у нас сюрприз. Мы переходим уже дальше. Ром, мы от тебя отключаем, а у нас в студии прекрасная Софья Кропоткина. Привет. Софья Кропоткина, да, и то, что мы сейчас говорили про площадку, Софья и ее издание 7 на 7, это одно из самых лучших изданий, и даже лучшее издание региональное, которое у нас есть, сетевое издание, которое межрегиональное, объединяет целую цепочку редакций, которые пишут о действительно серьезных проблемах в России, в регионах России. И главное лого или слоган важный 7 на 7 это Горизонтальная Россия. Горизонтальная Россия, да, это то, что происходит за пределами периметра столиц. Вот. И мы можем все присоединиться к этому слогану. Школа районной антикоррупции, мне кажется, тоже
вот за горизонтальность. Это Да, очень Россия важно. это за пределами Садового кольца, вот, и это правда. И там живут люди, и они хотят читать информацию о себе. Что Вот. это вообще пошло сейчас? Там живут люди. Нет, я просто обращаю внимание, что концентрироваться на Москве это Нет, дико. мы, не Это совсем, дико, мы это совсем дико. не концентрируемся на Москве, но мы давайте дадим слово уже Соне, а потом еще поговорим про Давайте это. дадим Я Соне. хочу твой моральный облик тоже еще обсудить. Соня, у нас к тебе большой вопрос. Вот скажи, вот это на самом деле... Нам Кто сейчас... живет за пределами Садового кольца? Есть ли жизнь, да. Короче, вот смотри, это вот нам сейчас кто-то из наших участников сказал, что антикоррупция — это работа с таблицами Excel. И я понимаю, что это так и есть. Но вот как из этих таблиц Excel сделать что-то, чтобы люди вообще прочитали, чтобы люди увидели в этом проблему и начали как-то задумываться и что-то делать дальше? Вообще в рамках нашей школы у нас есть про это отдельный тренинг, поэтому сейчас вот так хоп, за 5 минут я всего не расскажу. Но если коротко, то самое главное — это понять, для кого вы пишете свою историю и кого бы вам хотелось видеть в своей аудитории. Подумайте, где эти люди находятся в смысле потребления информации, какие соцсети они читают, какие там, возможно, медиа они читают, в каких чатах там в Телеграме они сидят и на какие каналы подписаны, и идти туда, где люди уже привыкли информацию получать, и упаковывать ее в тот вид, в котором она им удобна, интересна. Ну, 7 на 7 это такое место, в котором умеют и любят упаковывать информацию. И недаром, что 7 на 7 является одним из соорганизаторов нашей школы. И Соня, собственно говоря, и учит наших будущих расследователей там упаковке вот эту прекрасную такую, как это сказать, фантик, коробочку. Ну, я даже скажу, что не просто упаковка, но и продюсирование, и продвижение, потому что как написано, в какой тональности написано тот или иной материал, зависит от того, сколько его прочитают. И то количество просмотров в расследованиях, которые мы получили, в том числе и в федеральной прессе, и в 7 на 7, и в целом и в социальных сетях, такой охват, который был, это, видимо, хороший показатель того, что Соня как менторка со своей задачей справилась. Тут следует призыв донатить Соне просто. Да, друзья, 7 на 7 это тоже независимое издание, как и многие другие, которые мы сегодня перечисляли, но это локальное медиа. Локальное support local, поддерживай местных. Это очень важный слоган. Это чувствуйте почву под ногами тех людей, которые помогают вам здесь сейчас, в малых городах, которые пишут о локальных проблемах, которые часто забывает федеральная пресса. И слова благодарности Соне и ее команде, которые активно включились в работу и как раз-таки из локальных историй создали какие-то невероятные, в том числе трансграничные кейсы. Спасибо огромное за упаковку. Ну, я думаю, что Соня, как раз если вы придете на следующий год к нам, то вы сможете насладиться и общением с Соней, и тем, что получите очень большие знания. Соня, а что тебе больше всего понравилось в школе районной антикоррупции? Какие у тебя самые позитивные эмоции, что вызвало? Слушай, мне очень понравилось то, что люди, которые туда приходили, они в большинстве своем с очень разным опытом. То есть у нас, конечно, были группы, в которых вообще не было журналистов, были группы, где было много журналистов, но все равно каждый раз это не какая-то готовая редакция или журналистский коллектив, с которой я как редактор привыкла работать. Это все время такая соляночка. Да. И очень неожиданно было, когда люди, которые вообще нулевой опыт имеют в расследованиях, прям включались моментально. Вот в начале стрима я успела посмотреть, был Андрей Багров из Ярославля. Андрей просто колоссальный вклад внес, хотя он, в общем-то, как бы не работает в медиа. Он программист. Он не журналист, да, он как раз тот самый человек, который хорошо общается с Excel-табличками и все такое. Потому что для меня Excel это просто магия. То есть ты смотришь на него и думаешь, боже мой, как это работает. Потом так бдыщ, и все превращается в историю. Друзья, мы наслаждаемся общением с прекрасными расследовательницами и политиками, сейчас. И если вы хотите задать свой вопрос напрямую Соне,
Тем самым, поддержав школу районной антикоррупции, то вы можете сделать вопрос с донатом, он всего лишь стоит 300 рублей, по нынешним временам это чашка кофе. Вот. И у нас есть. И у нас есть вопросы, прекрасно. Платный вопрос за 300 рублей тебе, Так, Соня. так. Как люди читают расследование? Как люди читают расследования в СМИ? Они набирают больше просмотров, чем обычные материалы. Заметно ли, что коррупция горячая тема? Угу. Ответ на самом деле будет довольно сложный, потому что все очень зависит от конкретного медиа и от конкретного расследования. Потому что есть ведь медиа, такие как «Важные истории», да, или как проект, который, в принципе, специализируется на расследованиях, и поэтому там, это сложно сравнить. Туда изначально люди приходят за тем, чтобы прочитать, кто, сколько, при каких обстоятельствах там украл и попилил. А есть такие медиа, как наши, которые не специализируются на коррупционных историях. Мы рассказываем про все то, что... про всех тех, скорее, людей, которые делают жизнь в своих городах лучше, и это самые разные люди, да. Среди них есть расследователи, среди них есть, градозащитники, другие активисты. И тут уже, конечно, сложнее, потому что мы должны читателя, который не привык читать большие, длинные тексты, прям взять за пуговку и провести, что, дорогой друг, это важно, давай-ка ты почитаешь это повнимательнее. И это, конечно, очень сложная задача, и не всегда удается нам набрать достаточно прочтений. В этом случае мы просто задумываемся о переупаковке, мы думаем, что, значит, один текст — это, вероятно, сложно, может быть, нам сделать карточки, может быть, нам сделать инфографику или переложить все в видео. Но вот те расследования, которые вышли в рамках школы, они читались довольно неплохо. И вот ярославская история, которую мы опубликовали совместно с «Новой газетой», большое им спасибо. Это просто вообще наш большой успех. И в Ярославле куча разных пабликов пересылала друг другу и прочее. Но тут я согласна с... много кто об этом говорил из предыдущих спикеров, что нужно просто выбирать те темы, которые волнуют большое количество человек, которые касаются очень-очень многих. Но мне кажется, что как раз в рамках нашей школы у нас здорово получается с этим работать. И тут как раз очень хороший переход к тому, что волнует людей, потому что у нас все время в нашей школе идет такой большой, не то что спор, но какая-то немножечко такая... внутренняя дискуссия. Дискуссия, да. А что важнее, антикоррупция, которая такая большая для всех, про каких-то нефтевских или чаек там. А это что же коррупция? Да. Или же важна коррупция, которая делает маленький незаметный чиновник на местах, но которая на самом деле гораздо больше беспокоит людей, потому что она реально под ногами. Это одно дело какие-то разворованные бюджеты Роснефти, которые неизвестно никто в глаза никогда не видел. А другое дело, когда тебя сделали качели с нарушениями из-за того, что была коррупция, и на ней ребенок сломал спину. Вот эта история прямо из нашего районная история. Вот ты что по этому поводу думаешь? Слушай, я думаю, что бывает очень по-разному, что бывают, безусловно, люди, которых волнуют миллионы Роснефти, бывают люди, которых волнуют качели, это совершенно нормально, и поэтому, собственно, и рынок расследователей, так сказать, рынок романов такой разный. И у нас несколько дней назад, буквально в эти выходные, прошел, например, баркэмп в Карелии, и там выступал Иван Голунов. И он рассказывал про то, почему он занимается расследованием московской коррупции, и при этом подчеркнул, что, по его мнению, важно заниматься вообще расследованиями всех уровней, и глобальными, и локальными, и для всего будет аудитория, если это качественное расследование. И это отличный переход к нашему следующему гостю. Подождите, я, во-первых, предлагаю все равно, друзья, вас перейти на сайт 7 на 7, он так как слышится, так и пишется, перейти туда. 7на7journal.ru 7na7journal.ru, да, перейти, там есть кнопочка «Поддержать», вы можете задонатить 7 на 7, чтобы локальные истории стали более интересными, чтобы журналисты могли ездить в командировки, чтобы освещали
возможно, редакция захочет распространить и расширить свою зону покрытия на ваш город. Вот. Это очень важно, и коллеги действительно нуждаются в этой вашей поддержке. И если вы хотите, чтобы Соня Кропоткина с ее командой приехали в ваш город, вы можете совершенно спокойно записаться на школу районной антикоррупции, которая в описании есть, оставив заявку, стать соорганизатором, написав нам, что вы хотите стать соорганизатором, вы чувствуете в себе силы для того, чтобы организовать простую команду, да, людей, найти какую-то площадку и провести одно-двухдневное мероприятие с тем, чтобы мы помогли подготовить вам расследование и научили, как это делать. Спасибо огромное, Соня. Ну, я вернусь сейчас к теме. Соня, спасибо. А я вернусь к теме, собственно, с которой мы начали, про локальную, в общем, очень локальную антикоррупцию. И мы вернемся опять в Москву. Вот ты все говоришь, что я не знаю, есть ли жизнь в Москве? Вот какой вопрос у меня возникает. То, что жизнь за Москвой замкадом есть, я это прекрасно знаю. Но есть ли антикоррупционная жизнь в Москве сейчас, а не несколько лет назад, это вопрос. Но мы ее в любом случае оживим. Но мы хотим сейчас поговорить с нашей первой выпускницей нашего первого потока 18 года, муниципальным депутатом, между прочим, Евгенией Ремезовой, которая сделала свое расследование благодаря нашему проекту и которая, я уверена, в следующем году приведет новых расследователей на нашу школу. Потому что я знаю, что для меня самое главное, это чтобы люди участвовали в антикоррупционных расследованиях, чтобы общество не было пассивным, чтобы это не было дело просто отдельных каких-то расследователей, которые сидят в своих прекрасных изданиях, чтобы это была какая-то общественно значимая движуха по всем городам и весям, и в том числе в Москве. Да, очень важно еще, Евгений, наверное, про это расскажет, что многие спрашивали, а бывают ли уголовные дела, возбуждают ли уголовные дела после расследований, которые сделали в рамках школы районной антикоррупции, в рамках деятельности обычных муниципальных депутатов, активистов, журналистов. Я думаю, что в этом и есть смысл школы районной антикоррупции, то, что передать знания, передать навыки, передать инструменты, рассказать, как ими пользоваться, и чтобы научить применять все это на практике, и с тем, чтобы доводить до каких-то реальных историй, до возбужденных уголовных дел, и, очевидно, наслаждаться результатом своей работы. С нами Евгения в студии. Евгений, я была уверена, что ты появишься вон там, а ты появилась вот здесь. Но ты же говорила про волшебство. Магия телевидения. Добрый вечер. Да, это Евгения одна из активных участниц школы районной антикоррупции в Москве. Евгения, какие-то остались воспоминания от 2018 года и школы районной антикоррупции? Воспоминания прекрасно остались. Я сейчас слушала эфир, ожидая своего выхода. И столько интересного прозвучало, столько прекрасного. Мне как-то сразу вспомнилось все это, да, какие у нас были группы, какая была занятия, весь этот интерес преподавателей, как они прям старались, хотели нас вдохновить, донести. Конечно, да. По результатам сразу я рванула проверять закупки, сразу нашла какие-то нарушения, сразу скандал у меня получился с нашей управой. Поэтому да, конечно. Скажи, пожалуйста, подробнее немножко про свое расследование. Чем оно закончилось? И о чем оно? Самое первое было очень простое, очень короткое, потому что как только я освоила механизм, что такое закупки, госзакупки, я тут же открыла, наши закупки в районе и увидела, что какая-то такая непрозрачная, почти на $1 миллион закупка асфальта. И поскольку у нас такие сложные взаимоотношения, я пошла прямиком в ФАС. ФАС меня выслушал, решил, что я права. Пригласили представителя жилищника. Он был не готов на тот момент вообще к таким ситуациям. Это было немножко у нас... Я независимый депутат, и это был первый созыв в Басманном районе с участием независимых депутатов. Пусть наше меньшинство, но тем не менее. И, в общем, никто не был к этому готов, и вдруг как-то... И все остановилось. Закупка остановилась, стали переделывать документы.
стали писать адреса, где будет асфальт, почему асфальт. Все, в общем, вот все как-то Для вас жизнь старается закипела, муниципальный да. депутат, уважаемые жители Басманного района, вот, чтобы плиточка была ровная, чтобы асфальт был положен. Знайте своих героев в лицо. Нет, не чтобы плиточка, а чтобы плиточку лишний раз не перекладывали за наши с вами денежки. А скажи, Женя, а ты вот захотел, пойдешь еще раз к нам или кого-нибудь приведешь, может быть? Я в следующем лично году? пошла бы с удовольствием, потому Записывайся. Знаешь, я сейчас тебе расскажу, как это что можно жизнь сделать. идет, столько, небось, нового появилось. У нас есть люди, сайт. эксперты. Сайт школы районной антикоррупции. Там можно записаться как на московскую школу, так и не на московскую. У нас все расширяется, да? Вернее, у нас это Москва уже теперь стала расширением. Там же можно почитать все наши расследования, там же можно задать нам вопрос и, конечно же, поддержать нас деньгами, потому что без денег вообще трудно работать, хотя мы стараемся. Вот, отлично. А кого-нибудь еще приведешь? Буду стараться. Евгения. Я искренне всем рекомендую, это абсолютно точно. Прийти в школу, где встретить своих единомышленников, вот, ну, как бы, да, без вашего участия собирается группа с теми же интересами, с теми же ценностями, делится опытом по тем вопросам, которые вам нужны. Ну, то есть, что может быть ценнее? Приходишь, и все в твоих руках. И тебя Да, еще учат. безусловно. Такое, мне кажется, такая рекомендация, это очень ценно, особенно от муниципального депутата. Эти люди слов на ветер не бросают, они очень заняты в своей работе, да. Вот, да, и очевидно, если приносит практическую пользу для муниципальных депутатов такие знания, такие практические навыки, очевидно, стоит задуматься и записаться в школу районной антикоррупции, которая у нас ниже по ссылке представлена. Вопрос у меня, можно, Юль, задам? Да, я хотела... Или ты хочешь задать Я вопрос? хочу задать Давай. вопрос, это мой любимый вопрос. Так. Да. Но вот скажи, пожалуйста, вот мне кажется, что вот Навальный или там Transparency, или который признан иностранным агентом, еще нас очень бесит, вот, или другие расследования, они проводят такие большие, масштабные, громкие расследования, но которые чаще всего не приводят ни к каким практическим результатам. А вот на местном уровне, как ты думаешь, это более эффективное расследование? Больше есть возможности как-то что-то изменить? Я думаю, что да. Ну, вернее так, я знаю это по своему опыту. То есть как только я начала говорить, тут неправильно, это неправильно и так далее, я не хочу сказать, что это сиюминутно, но в течение буквально там нескольких месяцев люди, чиновники стали пересматривать свое отношение, более серьезно относиться к отчетности, к документам, ко всем вот этим вещам. Вот, капремонт — наша любимая тема. Когда ты владеешь вопросом, когда ты знаешь, где нарушения, ты их четко показываешь, им труднее тебя возражать и труднее противостоять. Я это увидела, я как раз на днях вспоминала, как были первые комиссии, с каким отношением вообще приходили чиновники. И потом ты им компетентно что-то говоришь, что-то объясняешь, все там на пальцах раскладываешь. Показываешь, что да, это вообще-то вы коррупционеры. Коррупционеры, ребята, да, извините. И вас да, могут поймать за руку. Тут воровать не надо, и тут не надо, и вообще в мои дома не надо. Лезть в другие. Так себя вести. За людей есть кому сказать слово. Вот это представительная власть, это ответственные муниципальные депутаты перед своими избирателями. Думаете, кого выбираете, вот, чтобы о вас было кому позаботиться, кто проведет правильно приемку дома, да, кто проверит, как происходит, не знаю, перекладка плитки или как она не должна происходить, вот Юля говорит, как идет перекладка асфальта. Это все действительно локальные проблемы, которые часто сталкиваются с коррупцией. И спасибо, Евгения, что, ну, не знаю, активно приняли участие в первой школе районной антикоррупции. Очевидно, про то уголовное дело, которое мы с вами говорили, да, или которое, вот, это конкретно... Капремонт и да, уголовное дело. Уголовное дело. Вот у нас были вопросы, а вот приводят ли к чему-то вот такие расследования? Друзья, приводят. Есть уголовные дела по результатам расследований, которые были сделаны в школе районной антикоррупции. Это хороший пример
того, как знания переходят в практический опыт, в практическую плоскость, и которые действительно останавливают жуликов, которые пытаются украсть наши с вами и деньги. не отдельных, это на самом деле системно начинает меняться. Это Можно, вот прям да, небольшой вещь. комментарий. Вот вы вспомнили эту историю, да, с коррупцией в капремонте и расследование, которое, слава богу, там перешло в судебное разбирательство и так далее. Поскольку все это случилось очень рано, когда я только-только стала депутатом, мне это сыграло огромную роль. То есть это сразу репутационно изменило отношение ко мне. То есть и в этом смысле тоже, может быть, вы там не всегда все расследования проведете, не надо каждый случай копать. Достаточно одно сделать громкое, и оно сразу сыграет репутацию, и дальше уже будешь И дальше люди получать бонусы с этой репутацией. перестанут пытаться Дать тебе взятку. дать А взятку. тебе пытались дать взятку? Нет, мне никогда, А мне вот конечно. один раз пытались дать шампанским и ананасами. Господи! Да, и я отказала. Это вообще, на самом сказала, деле, не сезон, шок-контент. фрукты сезон. Последние минуты нашего стрима шок-контент. Друзья, да, те, кто дослушал до этого момента, представляют теперь уже, что пытались коррумпировать госпожу Галямину ананасами с шампанским. Да. Вот, что, на мой взгляд, очень звучит пикантно. Вот. Но мне пришлось Но, отказаться. да, Юля Я же муниципальный Юля депутат отказалась. сначала, а уже потом женщина. Да, Евгения, Который ест ананасы. огромное спасибо за участие и в стриме, и в работе муниципальной, которую вы ведете. Спасибо. Надеюсь, что мы увидим Евгению, а те, кто хочет увидеть Евгению лично, познакомиться с ней и узнать об опыте работы на муниципальном уровне, как муниципальные депутаты могут получить знания. Вот. И очевидно, вы это можете сделать в школе районной антикоррупции, которые сможете записаться на этом стриме. В комментариях у нас есть ссылка, оставить донаты. Вот, и подписывайтесь на нас во всех социальных сетях. Да, наверное? Да, и мы начинаем Конечно. заканчивать всю эту историю, которая у нас сегодня была. Мы уже больше 2 часов в эфире, нас смотрит очень много людей, и я надеюсь, что смотрят. Я вообще не знаю точно, но я уверена, что такую веселую компанию невозможно не смотреть. Нам с тобой, Шимонов, надо вообще провести регулярную YouTube-передачу. Как ты думаешь? У нас Да, хорошо получается? если будет обратная реакция от зрителей, я думаю, что мы эту традицию продолжим. Можно, наверное, вопрос один задать, который Евгений адресовался. Помогает ли статус Мундепа раскрывать коррупцию? Каким данным имеет доступ Мундеп? Вот спрашивают зрители. Не ко многим данным независимый Мундеп имеет доступ. Конечно, у меня вот большое противостояние. Нас меньшинство, еще раз я говорю, в Басманном. И школа антикоррупции помогла именно в этом смысле искать информацию в открытых источниках. Не зависеть от чиновников, в том смысле, дадут они какой-то там документ или не дадут. Я знаю ресурсы открытые, я понимаю, как их искать, как эту информацию находить, как ею пользоваться. В общем, этом смысле, приходите к нам, записывайтесь на сайте по ссылке в описании, записывайтесь на занятия, в Москве, записывайтесь на занятия у себя в городе, становитесь соорганизатором наших занятий школы районных антикоррупции у себя в городе. Вы увидите, познакомитесь со всеми теми прекрасными людьми, которых вы сегодня видели в эфире. Ну, во всяком случае, сможете познакомиться, если захотите. Стать частью большой интересной кампании, большого интересного движения. Школа районной антикоррупции расширяется. Вы можете нас поддержать финансово, тоже по ссылке. И, конечно, нам нужны ваши лайки и слова поддержки. Это тоже дорогого стоит. Воодушевляет нас, что там говорить. Да, ну, в общем, мы ради вас и все и делаем, друзья мои. Скажите по последнему слову, и мы закончим. Да, друзья, мне кажется, это просто был, я не знаю, приходишь иногда на эфиры и уходишь оттуда опустошенным. Я сегодня выхожу отсюда полной энергии. Вот, у меня воодушевление, я наполнен какими-то положительными эмоциями, силой, вот, на будущее свершение. Спасибо вам огромное за интересные вопросы, которые вы задавали сегодня, и за донаты. Надеюсь, их много. Надеемся, да. Кто еще не успел, давайте, бегите скорее. Женя, скажи. Приходите в школу обязательно, искренне рекомендую встретить
интересных вам людей, узнаете много нового, полезного, пригодится в жизни, пригодится в ваших расследованиях. Обязательно рассказывайте, если сами не готовы еще, расскажите друзьям, соседям, близким, и будет вам счастье. В общем, пока, друзья мои. Надеюсь, до новых встреч. И, конечно, надеюсь всех вас увидеть на школе районной антикоррупции. Ура! Спасибо, всем пока!